ислам говорит, что я должен ставить какого-то араба вперед своего отца. Отца, который меня учит жить правильно, жить вообще по всем адатам, по всем правилам жизни в Кавказе. Ислам мне говорит, что на маму жениться нельзя. Я эти вещи не понимаю. Почему он это мне говорит? Потому что это даже слышать мне дико. Ислам мне говорит, что на девочку маленькую жениться можно. Ислам мне говорит, что жена моего сына, пускай не родного, или брата, она мне дозволена. Ислам мне говорит много чего, что мне не дозволено даже слушать противно. Я на Кавказе своими адатами, которые по отцовству мне передается, если я это по отцовству, что передается, если я это чту и храню, ислам мне говорит, что я должен, это Мухаммад как-то сказал, мне даже язык не повернется это сказать, такие вещи мне говорит ислам. Вот такой ислам, и откуда он идет, если он с этого Корана, как там написано, идет, я этот ислам принимать не могу. Потому что это позор мне вести себя таким образом. Я могу жить по своим кавказским адатам, по своим национальным нохчи, который называется честь, кодекс. Поэтому я кодексу и адатам имею право жить на Кавказе. Сам Кавказ, сам горы, сам климат создает это все у нас на Кавказе. А песчаные, бедуинские правила сюда мы никак не можем на себя навязать. А кто это по своей какой-то глупости или по своей какой-то, не знаю, трудностях какой-то навязывает на себя, я не могу этого человека ненавидеть. Я должен просто разбудить его, дать ему открыть глаза на эту жизнь, что он ошибается. Вот чем занимаемся здесь. Кто не знает Коран, здесь учат, объясняют Коран. Нигде ни один мулла, ни один имам, никто не объясняет человеку Коран, что там в Коране написано. Вот в этом чате единственное, где я знаю, сколько я их прошел, объясняют и все просто досконально объясняют, что такое Коран. Что ты хочешь? Я не понимаю, ты кто? Ты дагестанец. Ну, в Дагестане, да, там разрешено жениться на двоюродной сестре и так далее, прочее. К вам это не относится. Это личное. Слушай, смотри, первый вопрос. Вот у тебя борьба с исламом идет такая. Я не мусульманин, я украинец, я с Украины, я украинский язычник. Да. Только, пожалуйста, сегодня тоже 1000 раз не повторяй, что ты с Украины. Уже весь мир понял. Ты помнишь, да, меня? Понял, брат. Смотри, вопрос такой. Вот борьба с исламом, у тебя идет канал на этом, по сути, построен. Но есть же примеры светского ислама, например, в Азербайджане, в Турции, ну, подобных стран. То есть он как культурный элемент, там, как христианство, допустим, в Украине, как культурный элемент. То есть, по сути, оно уже религиозно недействительно, в принципе. И вот также в Турции, в Азербайджане есть ислам, присутствие ислама, исламской культуры, ну, он как культурный, на культурном уровне, то есть он уже через Коран, по сути, не трактуется, это просто как традиция уже. Почему бы не братьям чеченцам также не оставить ислам в таком пространстве, то есть у себя? Отвечаю. Во-первых, Азербайджан, Турция, это страны находятся под диктаторами. Азербайджан это вообще страшная диктатура. Но вопрос в том, и этот диктатор Алиев, и вся власть, и все их отвоевания своих земель, чич-пуп и разговоры, это никакого отношения к истине, к правде не имеет. Это полностью подконтрольная Эрдогану частично и Путину власть.
И как только этот диктатор сменится следующим диктатором, и если этот следующий диктатор будет хоть чуть-чуть исламистом, то никакого культурного, ничего там не будет, и Азербайджана тоже не будет. Там сразу будет установлено некий, скажем так, вассал еще не существующего, а может быть в будущем появившегося какого-нибудь халифата. То есть он будет, эта местность становится, даже если нету халифата, эта местность просто становится вассалом и вилаятом будущего халифата. И где бы халифат не объявляли, эта исламская страна сразу приносит присягу. То есть это чисто политический момент, почему Азербайджан все еще держится на вот этом светскости. Это потому, что у него диктатор абсолютно светский человек, и политика полностью светская. В Турции, значит, Турция не находится под внешним диктатором, скажем так, но под своим диктатором. А свой диктатор, почему пользуется исламом, использует ислам? Потому что там есть как-никак честные выборы. И в честных выборах, чтобы завоевать голоса, это Эрдоган читает какие-то аяты, там, делает из церкви мечеть, там, Айя Софию. Там, ну, так он добывает себе голоса. Так вот, есть статистика, есть тенденции. Есть статистика и есть тенденция. Так вот, если по этой же тенденции путь Турции будет продолжен, что каждый последующий президент будет еще больше использовать ислам, еще больше, потому что основная часть Турции это, ну, села и абсолютно неграмотные вот эти старики, которые там, ислам, чич-пуп, уже пирамиды себе строят. И Эрдоган как бы их голоса себе этим выбивает. А также он прекрасно понимает, останется в Турции одни мусульмане, вот эти колхозники сельские, Турция сразу перестанет быть вообще государством или страной. Это будет какая-то отсталая Мавритания или, не знаю, еще что-то. Он прекрасно понимает, что Турцию делает Турцией партия Эрдогана, то есть Ататюрка. Ну, то есть образованные светские люди, которые прекрасно понимают, что за аморальная чепуха и ложь ислам. Вот именно, чтобы и их тоже не потерять, Эрдоган, сидя под портретом Ататюрка, который воевал против ислама, который полностью задушил ислам, который назвал одеянием исламское одеяние, ну, по сути, оно так и есть, это одеяние на Востоке с древнейших времен является одеянием именно проституток. Так вот, он и это отменил там, сказав, что да, все можете носить хиджабы, но с завтрашнего дня каждая женщина с низкой социальной ответственностью, то есть представительности древнейшей профессии, проститутки, обязаны будут носить хиджаб. Так вот, Эрдоган, сидя под портретом Ататюрка, читает аяты Корана. То есть это абсолютнейшая форма явного лицемерия. Но это понятно. Ислам — это религия лицемеров, лицемерия. Это внешний облик. Внутри полное разделение, шизофрения, расщепление, хаос. А снаружи вот эта одежда. Как бы такой верующий, скажем так, набожный субъект, типа, снаружи, если посмотреть. А внутри он полностью расщеплен. Любой вопрос, просто за один укол всю его внутренности можно вывести наружу. Там они и показываются. У меня их тысячи и тысячи проходило. И в месяц Рамадан они маму оскорбляли, но в прямом смысле, чтобы
возлег кто-то сам со своей матерью. Например, я прямо в месяц Рамадан это говорю. То есть я их, занимаюсь троллингом мусульман. Уровень у меня Бог, конечно же. Я просто одним вопросом могу полностью показать сущность внутреннюю мусульманина. Я могу полностью заставить его забыть свою маску, которую он надел, и вывести его истинного. И я этим людям, вот свидетелей прекрасные, вот этим показал их тысячи и тысячи. С одного вопроса, просто с одного предложения показывал, после часами бывших разговоров, проведя с ними, в конце показывал. То есть со всех сторон показал их, скажем так, внутренний, расщепленный, находящийся в хаосе, без гармонии и внутренний мир. Так вот, эта тенденция, она культурный ислам, не культурный, это только вопрос правителя. Потому что мусульмане рабы, у них все начинается, идет сверху вниз. Смотри, во-первых, уровень троллинга мусульман Бог, это у Брентона Таррента, если знаешь, что это, да? Я думаю, он все-таки поболее потроллинг мусульман. Смотри, я противоречия в твоих словах антитеррору вижу, потому что ты сначала говоришь о том, что турецкий лидер Эрдоган, он диктатор, а потом же ты в то же время говоришь, что он ищет голоса у этих отсталых, антицивилизованных, да, стариков. То есть, голоса, то есть демократия, то есть уже ищет. Это первый момент. А второй момент насчет халифата, то есть если диктатор сменится, это будет халифат там, возможно, или не будет халифат, но у тюрков, в принципе, в тюркских государствах, у них ислам иначе вообще представлен. То есть отличается от Северного Кавказа, например, или от арабских стран. Очень сильно отличается. То есть в истории тюрков, по-моему, по моей памяти, нету ни одной такой организации ваххабитской, террористической именно, которая направлена на насаждение именно ислама силой. То есть как ты на этот момент смотришь? Антитеррор, я поправку сделать насчет того, что сказал Эрдоган, не Эрдоган, а Ататюрк. Он имел в виду про эту паранджу и никаб, так как у них женщины все ходили в этих парандже и никабе. Конечно, кроме султанской семьи, да. Диктатор, для меня, я считаю его диктатором. Будь там выборы, не выборы. Потому что вся вот эта оппозиция, не оппозиция, в общем, он там, сколько там генералов пересажено, там, сколько там, в общем, проблем очень много, и я считаю его абсолютнейшим диктатором, самым настоящим. И немало турков тоже так считают. Но вопрос в том, что я, может быть, ошибся, но пускай он будет и президент, неважно, он использует ислам в качестве вот этой своей предвыборной, вот этих голосов, знания вот необразованных сельчан. Как опытный политик, но проблема в том, что его использование этого ислама, оно как бы открывает окно Авертона или ящик Пандоры. Каждый за ним последующий будет еще больше. Тем самым уровень образования, развития и так далее Турции будет падать. Если, конечно же, следующий диктатор или следующий президент не будет таким же, скажем так, использовать вот эту или развивать вот эту партию Ататюрка также. Но это навряд ли будет, потому что партия Ататюрка — это дело времени, пока турки мусульмане. Как могут, вот объясните мне, тупому болвану, как может мусульманский народ или мусульманская страна считать Богом и отцом своей нации и поклоняться его портрету в день 5 раз человеку, который объявил войну исламу? Как они могут быть одновременно и мусульманами, и поклонниками врага ислама?
Я могу Вот у объяснить меня вам. это... Да, я слушаю. Смотри, ты сказал вот, Ататюрку, как можно поклоняться в одно время исламской религии, Аллаху, и при этом Ататюрку, брат, но ты же не мусульманин, ты, по сути, контрджихадист. Ну, я считаю тебя контрджихадистом именно, то есть это такое движение, да. Не, я не о себе А, спрашиваю, я спрашиваю, как они это могут Да, да, делать. я ж продолжаю, да. Но при этом, например, брат, как они могут это делать, а как вы можете делать, поклоняться, например, Байсангуру или там условному Бормана мы не слышим. Хамзату Гилаеву и так далее, они мусульмане, но вы поклоняетесь, в смысле, вы их уважаете, понимаешь? Вот так же и к Ататюрку, у турков отношения у мусульман. Нет, проблема в том, что Амзат, не Амзат, не Дудаев, никто против ислама не воевал. Они против ислама не воевали, чтобы мы сегодня их, будучи мусульманами, как бы их считали героями. Нет, большинство чеченцев до сих пор пока еще мусульмане, и эти люди тоже были как-то, скажем так, примазаны, скажем так, к исламу. Хотя никакого ислама там не было, и они не знали ее. Кстати, к тому моменту они исповедовали именно суфизм турецкий. Это турецкая религия, исламизированная, созданная новая религия, поскольку ислам турки исповедовать не могли, потому что они были царями мусульман, вначале призваны быть, управлять ими, быть ихними амирами. И поскольку это была, мусульмане были чернью для них, они не могли эту аморальную религию исповедовать тоже. Поэтому они создали, когда основали, уже думали, вот это тупое быдло надо взять под крыло, и тут быть хозяевами полноценными, и решили создать империю, уже взять полностью. Вот тогда вот они собрались и создали новую религию. Поскольку есть такой момент в исламе, золотой век, по-моему, называется еще какой-то, золотого ислама и так далее. Но философские дебаты, интеллектуальный сдвиг был мощнейший, переводя греческих язычников. Опять же, никакого продукта никогда за 1400 лет у мусульман не было, ни одной продукции, только потребление. И все продукции, которые были сделаны или открыты в халифате, абсолютно не относится ни к одному мусульманину. Все эти ученые, Абу Али ибн Син, Авиценна, Фараби, все они были по исламу еретиками. И все были осуждены шариатским судом. Авиценна, которому они примазываются так сильно, абсолютно ничего, никакой медицины, ничего, ни вообще малейшего достижения в медицине у Али ибн Сина не было. Все, что он сделал, просто взял греческого язычника Гиппократа и переводил его. И, естественно, для себя тоже кое-какие навыки из этого взял. Но единственная его заслуга – это перевод трудов Гиппократа и комментарии к ним. Так вот, он самый известный. Ему объявлена была смертная казнь исламом, шариатским судом. Но поскольку халиф выше Аллаха, и халифу нужна была хорошая медицина, халиф сделал его визирем своим. Так вот, в этот момент бывший, также среди них была такая группа философов, скажем так, в исламе, которые стали выдающимися, сегодня ее называют мусульманами, но, боже, какие они ничтожества. Когда ты про их веру, они не берут, во что они верили. Вот, например, Абу Али ибн Сина утверждал, что Земля, Вселенная не сотворена, а извечна. Она существовала всегда, так же, как и существует Бог. Это абсолютнейшее еретическое, противокораническое, противоисламское высказывание. Если я сегодня скажу это, если какой-то другой или если какой-то мусульманин это сегодня скажет, то все мусульмане единогласно скажут, что он вышел из ислама, что он еретик. А кто так не скажет, тот не является мусульманином. Он может себя называть мусульманином, но он абсолютно не вдупляет, что за религия у него. Так вот,
В этот момент появился в их группе еретической, которые переводили греческих язычников, был один чувак по имени имам Газали. Он хорошо посидел с ними, там поизучал, попереводил, потом решил, как бы, ну, это уже невыгодная позиция, они все отвергнуты, являются, скажем так, маргиналами, в общем, они всем, ну, абсолютно невыгодное положение. Смертную казнь тебе объявят. И при удачном моменте, если тебе не повезет, сразу отрубят голову. Так вот, этот имам Газали, понимая все это, решил действовать, как и действуют все приспособленцы в этом мире, которым большинство и которым принадлежит этот мир, и решил лечь под халифа, объявил войну вчерашним своим союзникам, философам, написал труды, по-моему, еще как-то они назывались, в общем, против философии. И как он оправдал ислам? Это же философский круг, они прекрасно понимают, что ислам это полная чепуха аморальная, и нормальный человек его исповедовать не будет. Зная все это, зная все эти аргументы, все эти труды, написанные этими антиисламистами, критику их всех к исламу, зная, что ему с ними не совладать, нечего ему противопоставить, он создал новую религию. Он связал философию и ислам и создал суфизм. То есть вот этот чисто внешний, ритуальный, практический, абсолютно никакого отношения не имеющий к духовности религию ислам, он вдохнул в нее в дух. То есть он мистифицировал ислам. То есть он все превратил там в аллегорию, в метафоры. В общем, все там укрыл и создал вот эту новую религию суфизм. Именно эту религию, к слову добавить надо было, обязательно исповедовали вот эти все шейх Мансуры, вот эти. Он не шейх Мансур, во-первых, я не знаю, кто его так назвал, его зовут Ушурма. И Байсангур, и все, Байсангур, кстати, совершил самоубийство. И все эти герои, и даже вот в первую войну за Ичкерию воевавшие все эти мусульмане, которые делали чеченский языческий зикр, исламизированный тюркскими кунтахаджи, вот этими посланцами османов, турков, вот с этим исламизированный вот этот танец боевой, чеченский зикр делали, в общем, и там помощников вместо Аллаха. В общем, полностью сегодняшние мусульмане, Ахлю Сунна, их полностью, вот это на первой войне умерших чеченцев, их полностью называют как есть мушриками. То есть они по исламу являются неверующими. Больше того, они являются теми людьми, которые совершали тот единственный грех, которого не прощает Аллах. Вы представляете? Единственный грех, которого не прощает Аллах. Знаете, что это? Это предание ему сотоварища. То есть, прямо, ни секретарь, никто. Иди прямо к Мухаммеду. Только Мухаммед сам лично, только Аллах, вот этот Мухаммед, только он может тебе говорить про религию. Никаких других сторонних помощников или еще кого-то там быть не может. Так вот, они абсолютно, я считаю, что это не противоречие, это наоборот, тут другая должна быть, скажем так, аналогия. Например, Франция. Сегодня в Франции есть немало атеистов, но все французы, почти что, наверное, и атеисты, и не атеисты, считают вот этих рыцарей, крестоносцев, которые у них в музеях, считают их героями своего народа. Да? Если они атеисты, потому что они считают их... брат, извини, не согласен. Подожди на секунду, ты можешь не соглашаться. Они считают их героями не потому, что они были христианами,
а за их поступок какой-то. Таким же образом Байсангура чеченцы считают героем не потому, что он был мусульманином, а потому что он своими действиями, поступками показал свой героизм. Вот именно за эти действия его считают героем. И вот этого Ушурму и всех остальных их считают героями не за их религию, а за их поступки геройские. А Ататюрк — это чистый человек, который объявил войну исламу. Как мусульманин может считать героем человека, который объявил ему и его религии войну? Вот, антитеррор. Смотри, первый момент ты сказал за французов, ну, 80% французов по опросам социологическим их, и ты сам можешь это видеть по их президентам последним, это леваки. Леваки атеисты, они не считают крестоносцев героями, они мусульман к себе в страну пускают, сирийцев, арабов, там, вообще не важно. Ну, это одно и то же, да? То есть разные народы, там, Ну, с ты Африки, понимаешь, там, это мусульман. абсолютно, сейчас ты абсолютный бред несешь там, кто бы там, кого бы они там сегодня не выбирали, в прошлом эти людей они считают героями. Ты, наверное, не А с понимаешь, чего ты что это ты взял? говоришь. Потому что С я чего ты видел это этих взял? людей. Потому что я вижу Францию. Потому что в Франции есть эти музеи. Потому что у Франции есть культура. Потому что у Франции есть история. И все это они уважают. И именно поэтому там есть Франция. Если бы эти люди не уважали бы этих крестоносцев, своих героев, своих национальных, всю эту историю, Франции не существовало бы. Само существование Франции доказывает, что эти люди объединились вокруг своей истории, своего языка, своих героев и так далее, и так далее, и так далее. А то, что они сегодня там левых выбирают, правых выбирают, это никакого отношения не имеет к тому, что считают ли они героями в прошлом вот этих людей или не считают. Не, ну, если речь насчет музеев, то да, музеи там есть действительно, но я не согласен с тем, что не считают крестоносцев героями, именно население Франции так в массе своей. То есть, ну, они наоборот сейчас очень критически настроены к прошлому своему. Франция, там, Ну, Германия. да, хорошо, давай не будем цепляться к словам, оставь Францию, в мире есть миллионы и миллиарды атеистов, которые уважают крестоносцев и других Да, каких-то да, верующих в да, прошлом героев. да, да, согласен, согласен. Они Ну, чтут тут своих момент, героев. да. И повтори, брат, я не услышал. Они, говорят, чтут своих героев. А что своих героев? Не, понятно, так тут же вопрос, смотри, вот за Ататюрка. Вот смотри, мусульмане, которые, по сути, поклоняются Ататюрку, то есть врагу ислама, да, они, по сути, ну, не совсем мусульмане с точки зрения ислама. Мы все понимаем это, потому что действительно Ататюрк там иронизировал полностью алфавит и уничтожил ислам, по сути, в той формации, в которой он был в Османской империи. Но так по такой же логике, я ж к чему это сказал, за Байсангура, за героев Ичкерии, да, которые в первой Чеченской воевали, и второй часть, да. Почему? Потому что, братья, ну, вы же сами понимаете, вы не мусульмане, вы же понимаете, что с вами было бы во времена Байсангура, мусульмана. Можно я тебя Северокавказский имамат. Да, говори. Я тебя дико извиняюсь, я понимаю, к чему ты клонишь, но я тут чувствую, что ты в теме, но ты немного не в теме, потому что мы тут большинство людей, которые все это пережили, да, и это все видели своими глазами. Вот я вот к чему хочу. Мы тут упускаем один маленький момент насчет Турции. Турция, вот то, что антитеррор сказал, что там был у них Ататюрк, и это последствия, что сегодня Турции, и почему Эрдогану приходит сегодня вот маневрировать, да? Турция сегодня состоит из двух обществ, а мусульманское общество и светское общество. Светское оно, потому что Ататюрк в свое время вложил в турков вот эту, да, вот светскость, она сегодня сохранилась. И не забывай, что у них есть вот такое военное крыло, который... Антитеррор прав, Да, безусловно, вот в я этом вопросе объясняю, он прав, да. я сейчас подойду к нашему вопросу, чтобы ты понимал, да? Вот поэтому Эрдогану приходится маневрировать светскими турками и мусульманами. Это понятно.
Азербайджан-то совсем, там тотальная диктатура, то, что ты сказал, что азербайджанцы это как бы светские, такие, с наклоном мусульмане, нет. Антитюрк говорит правильно. То, что происходит в Азербайджане, зависит от диктатора Алиева. Если он сегодня хочет быть, ему выгодно быть светским, он светский, понимаешь? Если ему завтра, не знаю, по каким-то причинам станет мусульманистей всех мусульман, то независимо от желания народа, он это сделает. То есть это Я понятно. понимаю, я понял. Я о чем заканчиваю. ты Погоди, говоришь, я да. заканчиваю. Что касается нас, львиная проблема нашего общества сегодня и в прошлом, это, я не побоюсь этих цифр, 90%, это Россия. В основном Россия нам вносит в наше общество, вкладывает в наше общество этот радикальный ислам. Все идет из Кремля, из Лубянки. Таким образом, они у нас сегодня, смотри, Первую русскую чеченскую войну, вы все мы знаем, несмотря на то, что от нас мир отвернулся, но нашему народу удалось выгнать этого врага. Почему? Потому что чеченцы в тот момент были на высшем уровне национального самосознания. Понимаешь, о чем я? То есть то, что происходит Да, сегодня в Украине, кстати. Украина в том состоянии, не, в котором сегодня мы уже были... не. Да, мы сейчас не будем об этом. Мы тогда были в том состоянии, вот это национальное самосознание, потому что чеченец, прежде всего, был чеченцем. Понимаешь, о чем я? И он смог выгнать этого врага. Что произошло после окончания Первой русско-чеченской войны? После окончания, начиная с 1997 года, к нам на территорию началось тотальное засилие этой исламской литературы. Маджахедов, и маджахеды появились, и эти джамааты появились. То есть наше национальное самосознание, наше национальное самосознание, вот наша борьба, национальная борьба за свою свободу, за свою территорию, да, отцов, она была перевернута в сторону религии. Она ушла на второй план. Вот. Ушла, да. То есть там уже соответственно, народ раздвоился на мусульман и на чеченцев. И поэтому русские во вторую, они просто пришли, захватили территорию, потому что народ уже не поддержал вот этих радикальных исламистов. Потому что в нашем культуре, в нашем менталитете, вот это исламское, оно все чуждо нашей ментальности, нашим обычаям, нашему наследию. Это все чуждо. Ну, я к чему сейчас заканчиваю? Коротко. Вот если эта рашка от нас останет, вот поверь мне на слово, я понимаю, что это трудно, но вот мое убеждение в том, что если эта рашка от нас отстанет, мы вернемся к своим корням. И это сегодня вот эта радикальная часть нашего общества, она не исчезнет, но она со временем уйдет, потому что чеченцы вернутся к своим исконным корням, чеченскому наследию. Наши предки жили вот этих, когда вот эта Европа была в этом, как так называемом, Dark Age, да, вот средневековье. У нас еще в то время наши предки жили в обществе, где вот равноправие, то есть эта свобода личности была на первом месте. Понимаешь, это у нас есть, то есть это наследие. Но русские, они поняли, что захватить нашу территорию, это полбеды, что то есть таким образом нас не победит. Они поняли, что надо искоренить из нас вот это наше чеченство. И, соответственно, для этого самый такой мощный инструмент – это религия. Ты понимаешь, да, опиум народа. Сегодня сегодня происходит с нашим народом, что вот эта рашка все время влияет и льет в наше общество, это радикализм. И в Европу они застали этих своих ФСБшных агентов, начиная от Тумса Абдурахманова, заканчивая мелкими блогерами, которые у нас сегодня круглые сутки. Ты Тумсу считаешь российским агентом, да? Конечно, я не считаю, есть это 100%. Вот в данном случае ты можешь мне на слово поверить. 100% русский агент. Если ты просмотришь, там прогуглишь его историю, ты сам, как если у тебя есть адекватное мышление, критический склад ума, ты сам к этому выводу придешь. То есть я к чему 90% нашей сегодняшней проблемы – это рашка. Рашка мешает нам стать сегодня народом со своим национальным культурой, со своим национальным самосознанием, и все время вливает в нас вот этот ислам. И поэтому сегодня, к сожалению, всех мусульманистей на этой планете. Я закончу, спасибо.
1400 мечетей не зря построены. Вместо заводов. Да. Ну, да, строить мечети. Вот сам вот, проследи, что происходит у нас дома. На каждом шагу мечеть. Я знаю, что у вас, Да, ну как дома, не спортивные знаю, вот дома, не эти дома. какие-то спорт, религия. Русским не надо, чтобы мы были образованы. Да, я Русским надо, согласен. чтобы Ну, было быдло, чтобы там жило. Вот они сегодня этим понятно, но занимаются. я за нынешнюю Чечню кадыровскую я вообще ничего не знаю, потому что там особо ничего не рассказывается о ней. Я знаю, что в Москве происходит, когда там мечети открывают и так далее. На святых местах там христиан и русские это терпят, понимаешь? Вот антитеррор, кстати, интересную вещь сказал. Территория с Киева, там получается на этой территории 1400 мечетей открыто, чтобы ты понимал. С Киева? Чечня небольшая, 17 тысяч километров. Что там такое, Чечня там проехать? Туда. Я не знаю, ты с Киева сказал? Киевская область или как там это? Киевская область, Киевская область, это Украина. Размер имеет в виду, размер республики. Все, понял, извини, брат, все понял. Понял. Смотря антитеррор, вот интересную вещь когда-то сказал, я помню, на одном из эфиров, там полгода назад, по-моему, что русских тоже пытаются в ислам, типа, внедрить и так далее, но в ислам, чтоб рабами, типа, делать. Но смотри, антитеррор, ты говоришь, что каждый, по сути, по твоей логике, каждый мусульманский народ, он рабы, правильно? Это, если сказать, мусульманский народ это рабы, это как-то будет, скажем так, расплывчато. Во-первых, никакого мусульмана, ислама не существует. Но используя его все, скажем так, включим туда все течения, все секты, назовем, давай, исламом. Если мусульманский народ рабы сказать, это будет неправильно. Те именно мусульмане, рабы, которые полностью ознакомились с своей религией и схавали ее. Вот именно они рабы, потому что, узнав, что это чепуха, что это ложь, их разум их троллят, их разум их троллит. И прикалывается, смотри, что за чепуху ты веришь. Он что делает? Из-за нехватки смелости или духа, или знаний, или еще что-то, он решает задавить этого своего настоящего, разум свой, себя истинного. Давить, скажем, посадить его в клетку и дать ход полный газ своему эго. То есть отдает предпочтение своему внешнему облику и именно своему эгоистическому животному началу. А свой разум, ум, он полностью сажает в клетку. То есть он сам себя делает рабом, испугавшись ада. Таким образом, именно этих людей сегодня становится больше, поскольку ислам сегодня легче изучить, и изучающихся ислам становится больше, тем самым рабов становится больше. И каждый, кто сегодня принимает ислам, он, естественно, раб. Если русские сегодня примут ислам, они, естественно, будут рабами. Потому что сегодня мир видит и знает эту религию. А тогда, в прошлом, когда люди принимали ислам, люди не знали, что такое ислам. Абсолютно. Им не читали ни Коран, ни хадис, им просто говорили, там есть какой-то чувак, он пророк, там он все чудеса показал, и то все сделал. Кто принимал его, принимал. Например, соседи наши, Дагестан. 800 лет назад сразу доверились этой, скажем так, этой лжи и приняли ее. А чеченцы еще 800 лет держались до 21 века. Я могу показать тебе 30 лет назад видеоролики, передачи по чеченскому ТВ, когда мы уже отделились от России, где в прямом эфире чеченцы издеваются над религией ислам и прикалываются. Чеченцы мусульманами настоящими стали при Кадырове. Естественно, при Кадырове мы сегодня рабы полностью. Мы даже пикнуть не можем. Если сейчас я скажу, что нет, чеченцы не рабы,
естественно, это будет полная ложь. Мы сегодня полностью рабы, скажем так, даже немалая часть, настолько рабы, что и других идут даже с оружием, чтобы других тоже сделать рабами. Настолько рабы уже полностью. Это случилось именно, когда у нас построили 1500 мечетей и полностью начали проповедовать ислам, задавив полностью любое инакомыслие, полностью уничтожив его. Любое слово, не только ты, но и твою семью, полностью позорят, выселяют. Мы сегодня, чеченцы, в полном рабстве. Вопрос лишь в том, кто из нас добровольно, кто из нас насильно. Но рабы мы точно. Так что да, ислам – религия рабов. И, кстати, первые мусульмане тоже рабы. Никто всерьез в чепуху Мухаммеда, которую он там пытался втирать мекканцам, никто эту чепуху не поверил. За несколько лет, так и не сумев никого привести в ислам, Мухаммед купил рабов и сделал их мусульманами. Первые мусульмане – это рабы. А дальше уже насилием. Собрал банду, ограбил караван, собрал наемников, оружием пошел на Мекку, отвоевал ее, сел на престол, скажем так, спрятался под юбками своих жен, секс-наложниц и рабынь, и до конца своих дней так и не вылез из-под юбки своих жен, пока вот эти рабы подыхали за его гарем, за безопасность его гарема. Вот таким же образом у нас тоже насилием, геноцидами, начиная с Тимура Хромова, мусульманина, который был абсолютным маньяком, с армией маньяков, который устроил нам геноциды. Именно в это время первые мусульмане начали появляться среди чеченского народа. В последующем уже никто, даже вот любой анекдот, любой там вот что-то возьми из чеченской культуры, это всегда издевательство над исламом и его жрецами, то есть имамами. Всегда. Все анекдоты, все рассказы, это просто издевательство над религиозными проповедниками ислама. Полностью. То есть во время этого геноцида некоторая часть приняла этот ислам, и, скорее всего, все, если рассуждать с точки зрения логики, не имея доказательной базы, скорее всего, это было сделано, это делали, чтобы как-то завоевать симпатию завоевателя, вот этого маньяка. Потому что они творили у нас, это неописуемая жесть. Гитлер можно назвать цветочками перед этими монголо-татарами, этими маньяками тогдашними. Так вот, по всей видимости, некоторые какие-то трусы приняли ислам тогда, чтобы остаться в живых, спасти свою душу как-нибудь, жизнь. И после уже, когда все это закончилось, у чеченцев сложилась такая культура, прикалываться над ними, троллить их, мусульман, ислам. И это большим отпечатком запечатлилось в чеченской культуре. Издеваться над исламом, именно исламом. Не над христианством, не над буддизмом и еще чем-то, а именно над исламом. То есть у нас сама культура, это, скажем так, часть культуры издевательства над исламом. Кто эту часть культуры не исповедует или отрицает, можно сказать, уже начал свой путь выхода из чеченства, как выпущенная стрела из лука. То есть это неотъемлемая часть чеченца настоящего издеваться и троллить ислам. Тут прозвучало, что у нас существовала у чеченцев культура глумления над исламом. Это, конечно, было присуще только низким людям, черни. Но само понятие даже культура и глумление – это разные вещи. Человек не понимает русского языка, и на чеченском он разговаривает, который это сказал.
на уровне черни. Хорошо, ваше мнение для нас очень важно. Муха. Спасибо. Гошта ищи толку, на. Спасибо за ваше Масса мнение. дома Сергей, если хорошо. Русский язык не знаю. Юга это будет ночью Маалита, мата, да, аскамата. маалитан союз. Насчет русского языка, что я плохо русский язык знаю, это правда. Глумление, там может быть какой-то, там, если прикопаться, можно найти что-то там, обсудить, там, софистикой заняться, но человек понял, что я имел в виду. Это означает прикалываться, смеяться над исламом и вообще мусульманами. Это у нас есть в культуре. Если ты, конечно, хочешь это сейчас сказать, что этого не существует, мы можем и с тобой обсудить это. У нас нету этого культуры. У нас над каким-то мулой прикалываются. Это везде, во всех странах, во всех народах есть. Ты путаешь культуру, и эта чернь, короче, этим занимается. Ну, чернь вообще-то... Аргументация, что факт, что вистральта, масла. Да, хара, что моду, худу, что нахкит, что ауду умела, сумала. Тесла хуэла, что вистральта вытарт. Над религиозными деятелями, диндуич беш, буйди нахи хошбеш, над ними смеялись, обычный человек занимается, понимаешь? Да. И сенах кэт халарсун, бяхну вилла, шукам гэрцу, сенах кэт халарсун, что, да ладно, а летишь-сон, надо, что висла меттек больше, Чель босс. Где там была чель среди чеченцев, я не понял. Да. 80 قداش كان ديلي حوش أنا قد أوتش يقول 80 قداش. Не бог, то и бомбар, и антитеррор, бог, и модератор. Потому что говорил антитеррор, это и было. А он там рассказывает про какую-то чель среди чеченцев. سون خاص شيء анекдот, что забыл, ديلي حوش. Сун мало лет, анекдот. Я только про религиозных жрецов и знаю про вот эти имамов, и знаю анекдот чеченский. Никакого вообще о чем-то другом. О чем-то другом. Крестом Бянчу надо, да. Да, о чем-то другом никогда я чеченского анекдота никогда не слышал. Всегда все анекдоты про вот этих религиозных жрецов. Даже есть самое вот это известное, скажем так, не анекдот, а, скажем так, с сарказмом наставление для потомков. Если вы увидите, свободишь, вайлтиш, секунду, вайлтиш. Если вы увидите, как ну, на чеченском я постараюсь как-то на русском перевести. Если вы увидите какого-то человека, у которого там появились крылья, и он уже возносится на небо, то на месте пристрелите его. Вот у нас всем известный, всем чеченцам известный вот такой вот с сарказмом наставление. Ну, то же самое. Давай я получше переведу, чтобы... Давай. Немножко по-художественно. Если кто-то из-за излишней или из-за слишком большой святости вдруг у него вырастет крылья и он взлетит, немедленно сбейте его, осадите его. С неба. Да, немедленно осадите. Вниз, чувак. Ну, скажем так, сбейте с неба или этот. В общем, обратно на грешную землю его спустите выстрелом. Так а что, претензии к русскому языку террора? Антитеррор лучше меня на русском говорит, если честно. Да, еще ласково, там, там духое, мало дилин, эрлик диецо дилин, мадио, что, да, что. Да, есть еще там, есть еще самая известная часть чеченской культуры. Никогда не делайте то, что делает религиозный там жрец, а делайте то, что он говорит. То есть он будет говорить одно, а сам вообще не будет соответствовать этому. Отрума самые кач сахушто, он буду гаем. Будто дело тишло, что сагна, что пиво, но что фику, хума эльчо.
الدنيا حشيكون دك عدت بوغ داتس شتا قلت راح سنقتم عدت بوغ موهدو هديلو تيشرن سنقتم بوخ اسمه تحسقيتها ديوان خاش هانا نقسم شيكو العديت سعيق قال داتس نو حمتك بوشتا تانغا شينغا قانغا إيتنغا بانغا خات متك بوها نو بعاستقو حاج ألشو حقيتم تسقيا إيه لغا عمادي تسام بوقاش بوق وترى ديلو تيج غير شو سجن بوصل بنا مثلا يشق ديلي شادقي هو مو شي ديلو تيش شي دو هورني سقيتنا ها ديلو تيش شيكي بردو دير مو وي ميشا وي مو خلوي تنكوك بوي قولي دا توفش سقيتنا هم داتي سقيتني صلاة سويتي بهمش هل سو سيال خز سيال ديك سيال حيقل دو سيال قيتن بو سقر لنو دير اشتلدر خليشيات يتحبوش نا ديشتو اوصل اميوش يوفش قيتنا لوسيل دالت اخوال أتصل بين قيتن بوش بو ديلوت يشبو ناخا إش دالر والتارخ إش قيتن يوح عوص بيد إش مخا شيء حوص بيد إسكيزغن شو خيتن ده إس دوح دعال خيتن شيء قيتن حوص بيد ناخ بقلا زابر يند أتس إذا نقسم تغن حقشو أحسن قوش بو قيتن حاشا أتصل عودو قيتن بولشو دار آدم قال نقالا بقلا ديانا سون ميلا خلدوي سقرن والدار أتصل عودو آدم قال ليش ياتسال سون تيش وقصا دا ديك نقدرش مثلا قينت يردو دوغ ديتسان أدنى знаешь, на قين خيط مي خلوي شو دارش قولن شو صدق شو منا. Так, если вопросов никого нет, я могу задать, антитеррор, тебе еще вопрос? У меня есть к тебе вопрос. Ага. Ты сказал касательно то, что антитеррор сказал, что мусульмане рабы. Ты сказал, что ты язычник. Ты себя считаешь, ну, во-первых, какая у тебя религия? У меня тоже язычество. Я верю в Всеотца. И вот ты сказал, что ты язычник. Считаешь ли ты себя рабом Божьим? Я лично себя так не считаю. Ну, казаков у нас, мы живем пока я с центральной Украины, у нас казацкая традиция очень сильная. У нас нет понятия раб, мы не можем быть рабами кого-то. Хоть то Бог, хоть то царь, хоть то османский султан и так далее. Мы рабами никогда не будем, мы погибнем за свою свободу. Ну вот то же самое и у нас. Не, понятно. Вот антитеррор, могу я вопрос тебе задать? Если никакого вопросов нет, чтобы я никого не перебивал. Да, можешь. Смотри, брат, такой вопрос. Вот насчет ислама насчет ислама в первую очередь. Смотри, вот в Чечню, там на Северный Кавказ, в принципе, да, там да, Дагестан пришел ислам и так далее. То есть я не помню этой истории, там через арабов он пришел или через тюрков и так далее. То есть неважно, суть не меняется. Такой момент. Вот, ты можешь назвать хотя бы... Чтобы один перебивать, но вин вылетается, а дуется все равно хазаться газон. Я могу продолжить? Да. Ага. Вот такой момент. Ты можешь, брат, назвать хоть одного национального героя Ичкерии, Чеченской Республики, временно оккупированной, который не был бы мусульманином? Конечно могу. Нету ни одного мусульманина. Даже, я имею в виду героев. Можно сказать, я не знаю, последнего вот этого Абдул-Халима Садулаева. Он хоть и был мусульманином, но я не могу до сих пор понять этого человека. Он очень хорошо знал ислам, но абсолютно на других, после него всех вот этих мусульман, которые были у нас, вот этот, после него Амир, вот этот Докка Умаров,
Никто вообще близко похожим на него не был. Пожалуй, это единственный вот этот среди вот этих сегодняшних мусульман, которые тебе этот вопрос мне задать, сказали. Вот всех, которые они считают героями, всех вот этих, среди них я могу тоже согласиться с ними, что герой именно вот этот Мансур Абдул-Халим Садулаев. Остальные все, Шамиль Басаев Шамиль, например, которого они все считают ваххабитом, там, своим мусульманским героем, вот прям у меня самый ярый его, самый, когда его считали религиозным, там, самый его зарадикализированный момент, уже после Беслана, после всего, перед его уже смертью, чуть-чуть когда уже. В этот момент интервью он дает Бабицкому, сидит и говорит, что свобода выше шариата. Человек, произнесший такие слова, не является мусульманином. В исламе свободы не существует вообще от слова совсем. В исламе есть рабство и, естественно, одно священное вообще, не то, что там выше чего-то, а вообще что-то святое, святое, это шариат. А Басаев сидит и говорит с длиной 2 метра бородой, держит при этом суфийские четки, которые также мусульмане, которые тебя попросили задать этот вопрос мне, которые они также... И при этом без бритых усов, брат. Без бритых усов. Да, без бритых усов и с четками в руках сидит и говорит, что свобода выше шариата. Извини, никто не просил. Ну, я подумал так, потому что эти вопросы уже миллион раз задали. Мне интересно просто, брат, я не слышал, понял, но мне интересно твои я понял. Я понял. Так вот все эти люди, даже я тебе сказал, вот первую войну, в которой все чеченцы умерли, они по исламу являются единственными. Не то, что кафиры там, еще кто-то, а людьми, которые совершали грех единственный. В Коране Аллах упоминает: и я прощаю все грехи, кроме одного. Когда мне изменяют, когда со мной также кто-то разделяет власть. То есть, понимаешь, да? Система сама... брат, объясни, подожди, в смысле разделять власть? Ну, единый Бог. Дивіться, все равно, це резон, ёкай моя, свободя. Как Басаев, типа, разделал власть. Не, подожди. Террор, Антон, скажи, был у нас традиционный ислам, где были вот эти муджихи, ну, ты дай ему понять, что у нас был какой-то ислам, свой ислам, традиционный так называемый. Ты это было? Хаджи Мурдж? Да, я понимаю. Именно, подогнанный. Не, вопрос не в этом, антитеррор. Вот, смотри, они были мусульмане. Вопрос не в этом. Маршу и чуро, маршу. Делаешь, казишем, свободешь, алда, то есть это были мусульмане, которые который вот этот ислам, который они исповедовали, он у них лежал под этим Нохчалом, под чеченством. То есть чеченец, это у него было первое. А ислам он уже подстраивал под этот свой национализм, свою нацию. То есть ислам, скажем так, был, мы управляли этим исламом. То есть ислам это инструмент политический, всем известный, все в мире знают. Это инструмент ислам. И в это время этим исламом управляли мы. Мы его использовали, как нам выгодно. То есть это наша была, скажем так, эскортница. А вот сегодняшний ислам, он полностью контролирует нас. И задавил все чеченское в нас. В смысле сегодняшний, брат? Всю культуру. Ну, сегодняшний, настоящий. Ну, какой именно? То есть у войнахов, которые за границей, или которые сейчас... Хорошо, смотри. Слушай, ислам догматический. Понятно разделение? Догматический, догматический ислам и подогнанный под нас, мы для наших нужд,
для нашей пользы использовавший ислам, и ислам, который нас использует. Это большая разница. То есть они никакого отношения к этому исламу не имели. Они были чеченцами в первую очередь. И самый важный момент. Боролись за чеченскую землю, за чеченскую свободу. А мусульмане, мы видели в 21 веке, когда чеченцы приняли ислам, за что чеченцы объявили войну, за что чеченцы начали воевать, за что, к чему чеченцы перевели войну за национальные интересы, за освободительную войну, во что перевели... За чеченскую землю, да, за свободу. Во что превратили чеченцы мусульмане, уже принимающие мусульман. Это мы видели. Мусульмане воюют за халифат. Если твоя страна, если это Ичкерия, в которой эти мусульмане якобы воевали, если бы эта Ичкерия существовала сегодня, когда появился ИГИЛ в 2014 году в Сирии, если бы эта Ичкерия тогда существовала бы, то чеченцы-мусульмане, если бы наш президент, правительство, люди вышли бы и не согласились бы продать нашу родину под ИГИЛ, под исламский халифат, новообразованный, новоиспеченный, и мы отказались бы свою республику подсунуть под ИГИЛ, то именно мусульмане-чеченцы воевали бы против нас, против своей страны. То есть война мусульманина – это война за ислам, за арабскую страну. Мусульмане не имеют права сражаться за какую-либо страну на этой земле, кроме арабской, кроме Саудовской Аравии. Либо там... ислам, да. Да, либо где-то там еще, там в Ираке, в Шаме, Шам и Саудовская Аравия. Там появится... флаг, это черный флаг, Да, именно. Это все понятно, брат. Вот смотри, такой момент, подожди, уточнение важное. Вот воевали, не воевали там и так далее, но почему Вторая Чеченская именно произошла, то есть Вторая освободительная война, она под знаменем, по сути, маджахеды там уже заправляли, там Хаттаба все помним вот этих арабских наемников и так далее. То есть почему это произошло, как так, что вот умеренные, скажем так, чеченские националисты проиграли. Ты теперь ответил на свой первый вопрос. Мы плавно подошли к ответу твоему первого вопроса, который я оставил без ответа. Почему чеченцы войну объявили и так далее, вышли, скажем так, опять же, это был, почему чеченцы дали себя обмануть, почему радикализировались. Это ответ на твой вопрос, почему в Чечне, почему вы не прекратите свою критику ислама и не согласитесь с азербайджанским, с турецким, с неким светским исламом. Вот мы подошли к этому ответу. Мы были чеченцами, мусульманами светскими, мы были абсолютно толерантными и были мусульманами в 1994 году. И мы ответили на твой вопрос, что происходит, когда человек соглашается хотя бы с светским исламом. То есть радикализация, довод, догма, источники побеждают. Побеждают то, что там на слухах, то, что там люди себе сами в каких-то странах создают. Человек придет с Кораном и полностью покажет тебе, что ты никакого отношения к этому исламу не имеешь, что ты свои языческие старинные обряды исламизировал и исповедуешь их, и являешься по исламу еретиком, который будет вечно гореть. То есть вот что превратилось. Это ответ на твой первый вопрос. Почему? Антитеррор. Можно я пару слов добавлю, чтобы человеку было понятно, что же на самом деле произошло с чеченцами и почему мы разделяем ислам, религию до и сегодняшнюю религию. Смотри,
до прихода сегодняшнего истины ислама, самого чистого ислама, сегодняшние мусульмане говорят, что они истинные мусульмане. Почему? Вот в момент распада Советского Союза и после того, как Чеченская республика провозгласила свою независимость, декларацию независимости, у нас был ислам. Но этот ислам, что антитеррор хотел опять донести, был как бы свой чеченский какой-то ислам был. Почему? У нас были свои чеченские святые люди, понимаешь? То есть люди, которым чеченцы как бы ставили посредников между Богом и собою. То есть мы ходили на эти могилы этих святых чеченских людей, да, которые погибли, мы их считали святыми, то есть ходили на их могилы, поклонялись, просили помощи, посредничество между ними. То есть вот это у нас было, мы называем традиционным исламом, называем вот такой. Был вот такой ислам. Но что потом произошло? После окончания Первой русско-чеченской войны, как я давеча сказал, началось насильное засилие этой исламской литературы, которая печаталась в Санкт-Петербурге. Понимаешь, в чем проблема? То есть русские нам вот это принесли, в свою очередь, в то время чистый радикальный ислам. Уже не сам ислам даже, а политический ислам, который вмешивается в государство, который отрицает всякую национальность. То есть ислам, который говорит, что если ты воюешь, то ты должен воевать за ислам, за халифат. Ты не имеешь права воевать за чеченское государство, я не знаю, за какое-то другое государство, понимаешь? То есть вот этого национализма там практически нету. И, соответственно, чеченцы потеряли вот этот свой национальный характер нашей освободительной борьбы против России. Вот она шла сотни лет. Потому что Россия также задавила полностью критику ислама. Да, Вот. она вот шла сотни лет всего из-за того, что мы сохраняли в своем народе вот свою чеченскую идентичность. Даже мы умудрились сохранить эту идентичность и всунуть его в этот ислам. И этот ислам, как антитеррор сказал, переделать под себя, понимаешь? Вот что у нас было. И когда мы говорим наши герои, которые были там со времен шейха Мансура, так, да, они были теми мусульманами, которые сегодняшние мусульманами не считают, они для них кафиры. То есть они были мусульмане чеченского какого-то ислама. Понимаешь, о чем я? Вот в чем разница. Чеченский ислам был сделан чеченцами. Ну, я это утрирую, я пытаюсь до него донести, что этот ислам, который у нас был, он был какой-то мы его под себя подделали. Критика летишь, шагует, духаешь, чем вам не устраивает кадыровский ислам, который сейчас... Нас устраивает палестинский ислам. Палестинский ислам нас очень устраивает. Нас вообще не устраивает никакой ислам, ни в какой его форме, русский православный, Ахлу Сунна, Аль-Джама ислам, кто бы его нам не преподносил. Нас он... Палестинский тоже никак. Он не в переносном. Вообще, моя борьба, так, скажем так, вообще никаких уступок не делает, не сделает ни я, ни мои единомышленники. Никогда это вообще в мою идею не входит. Вообще хоть на миллиметр сделать уступок исламу. Потому что ислам вообще никакого компромисса, уступки, вообще ничего не знает. Он полностью, пока тебя не уничтожит, твою страну, твоих детей у тебя не отнимет, твоих родителей у тебя не отнимет, пока твою душу у тебя не отнимет. Кстати, в Коране сказано: продайте душу Аллаху, наилучшая сделка. Получите взамен этому вечную оргию. Продайте душу Аллаху и получите вот эту награду. Так, в общем, такое дело. Антитеррор, можно вопрос? Да. Если никого нету, то вопрос я задам. Смотри, слышал о хабашизме, таком течении ислама? Хабашизм, он базируется сейчас в Украине, в принципе, в Киеве.
Украина цветет, эта тема, я слышал. Это тоже один из видов русского православного ислама, который насаждается в Украине руснявыми, ГБшниками. Так что берегитесь, украинцы. Ты как линейный, свободный, свободолюбивый казак, взращенный на свободных хлебах, выращенных на полях и черноземье Украины. Ты сарказмом это говоришь? Нет, он так шутит просто. Серьезно, я на полном серьезе говорю, я не шучу. Я предупреждаю наших казаков украинских, свободолюбивых. По-любому, я смотрел. Да, особенно Украина, особенно та страна, которая ислам, да. Маршал Душев. Там секунду, там альтиш. Маршал Аонин звездош. Уэнси, я иду, Алонский решит. Битва титанов, Саид Мухаммад против Бамбая. Она прошла. Битва титанов, ой, это... Завласка бата, я шицер, битва, я ночью бата. Можно кое-что коротко добавить? Еще это было, я смотрел. Да, Ньюгейт. Я смотрел калца, это просто было. Я коротко. Давай, Ньюгейт, после... Маршал Душев. Подождите, там человек разговаривает. Добрый вечер всем, кто не говорит на нашем, на чеченском, иностранным друзьям, скажем так. Я Бортман, да, ник у него был, да? Что-то он вниз ушел у меня. Борман, здравствуй. Я хотел тебе ответить на твой прошлый вопрос. Обычно я просто слушаю и не встреваю. Но насчет того, кто из наших лидеров не был мусульманином. Антитеррор уже сказал, что никто не был мусульманином. Я тебе Джохара Дудаева в пример приведу. Человек, который, ты знаешь, да, что надо по исламу или по Ахлю-Сунне отращивать бороду, убирать усы. Он как будто смеется над ними, он сделал полностью наоборот. Вот. И этот человек призывал к тому, что хватит и 3 намазов в день, если вы хотите намаз делать, делайте 3 намаза, хватит вам. Вот. То есть по сегодняшнему исламу, да по любому исламу, этот наш лидер, он является кафиром. Нет, доктор Нурон. Да, Тунде Цахьецун, вот почему я потерял всякое уважение вот к этому сегодняшним моим оппонентам, мусульманам. Вообще ни капли уважения к ним у меня не осталось. Я вообще считаю их ничтожествами, позорниками, лжецами и вообще без чести и совести людьми. Вот продолжай. Поскольку лет 5-10, сейчас на секунду добавлю. Поскольку 5-10 лет назад эти люди, когда я был мусульманином, или когда они встречаются с таким же мусульманином, как они прикалываются над этими людьми, они считают их кафирами, мушриками, но когда сюда заходят, вообще все это забывают, прикидываются, и, вот это Дудаева, который намаз не умел читать, сюда приводят, по их словам. Антитеррор, секунду. Они Абузады у себя на ресурсах прикольно бывает, когда Дудаева выставляют, и это Амир, внизу пишут Амир Дудаеву. Какой Амир? Маршал Душев, дайте я один добавлю к этому, дайте аргумент еще добавлю один. К этому вопросу Бормана по поводу мусульман, героев. Вы должны понимать, что ислам, он не терпит, в нашей среде он уже не терпел ни мусульман, чеченцев. У нас могли только мусульмане появиться. Там не могли появиться. Если бы мы были все 100% христианами, у нас были бы герои-христиане. Чтобы вообще понимать, что эти люди могли только быть мусульманами. Христианство и ислам разные вещи, запомни. Это важно. В смысле, запомни это. Я прекрасно понимаю, что... В плане того, что христианство мировая религия, а ислам... Да, это здесь не при чем. Ты не понял, что я сказал, что ли? Я не помню. Скорее всего, не понял. Ну, если мы были бы, если православными, например, то, например, подходит тебе? Если мы были православными, у нас были бы православные герои. Наши герои были бы православными героями. Я тебе говорю, просто пример привожу. Смотри дальше. Если Тамерлан, когда пришел,
у нас были уже мусульманскими именами, говорят, был в то время ставленник этой Золотой Орды. Тоже спорный вопрос, что он был мусульманин или нет. Но народ был язычником по своей основной массе, то есть, верил в свои народные верования. Когда армию, они сначала на стороне Тахтамыша выступили против Тамерлана, проиграли эту войну, остатки вернулись в Чечню и дали время народу уйти в горы. И вот это остаток армии чеченской, он был уже разбит на равнине, на чеченской территории, полностью армия была уничтожена. И тогда народ восстал, и народ уже воевал с армией Тамерлана, и вплоть до самых высоких гор обратно с войной. Каждое село отдельно воевало, села сжигали, там большой геноцид был, но воевали люди, то есть это были герои наши. Эти имена известны, там есть там из тейпов такие-то, там все историки наши, кто в это время копал. Есть эти историки, которые копались в этом времени, то есть это до исламские времена наши, они знают имена, просто их не принято раскручивать, потому что в основном это были не мусульмане, и как бы они не так, еще народ не так готов принимать, и там у нас сейчас такая постановка, что типа, если это были не мусульмане, то он, значит, все, был не герой. То есть это сама религия не позволяет других героев. А суть это не меняет, то, что он был мусульманином, не мусульманин, не имеет никакого значения, он был чеченцем. Своих демон Лапласа, своих героев отдает арабам. Да, типа это были герои, потому что они мусульмане. Это никак не связано с тем. Они могли быть вообще любой религии, но они были чеченцами, и поэтому они были героями, потому что защищали свою родину. Да я понимаю, Господи, вопрос же не в этом заключался. Для мусульман был Ади Сурху. Подождите на секунду. Стоп. Я только чувствую, что Борман... Свободе. Так, Амелдечер, юг Ирвяхан, висту Лусо. Ньюгейт, продолжай. Хорошо. Борман, если будет что сказать, потом после меня можешь сказать, да, я на секунду скажу. Насчет того, что сейчас это уже новое у меня, насчет того, что антитеррор сказал, то, что они забыли наших воинов, я однажды в ВК зашел в эту помойку, и там чеченская группа была, именно Нохчи там были, ну и у них друзья были такие руснявые, вот, и там такой флаг российский висит, и я думаю, ну вот, ясное дело, чеченская группа, не висит, его топчут ногой, точнее. Его топчут ногой, и я думаю, да, нормально, чеченская группа, короче, все логично. А потом я посмотрел, как это подписано. Как можно национальный символ, чисто чеченская группа, как можно национальный символ страны топтать. И вот такой вот разочарованные чеченцы, разочарованы тем, что российский флаг топчет. И у нас с ними там диспут случился и так далее. И эти люди мне начали рассказывать, какие преступники, Джахар Дудаев, Шамиль Басаев и все остальные, что они и есть виновники нашей войны. А теперь представь ситуацию. Ты, вот сейчас у вас в Украине война, да? Представь ситуацию, что ты, допустим, воюешь за Украину, ты в окопах, и теперь подумай, что через лет 30 где-то или 20 родятся люди, которые будут рассказывать, что ты это преступник. Понимаешь, пока ты воюешь сейчас, если это представить, у тебя отпадет желание воевать. Но за арабов сегодня они будут воевать. Они поедут в Шаму, они поедут в Сирию, в Шаму и в Палестину. Они будут воевать за арабов. Но за чеченцев... На словах. Доводят еще. Да. Некоторые не на словах. В Шаму уже поехали. Да, это понятно. Но в основном 90%, 99% только на словах. Да. И еще один момент, кстати, вот из-за которого я встрял в разговор. По поводу, вы говорили про, как он назывался-то, традиционный ислам, да, суфизм и так далее. Если, я думаю, со мной некоторые не согласятся, может, и антитеррор не согласится. По мне, традиционный ислам, он самый опасный. Он опаснее Ахлю Сунны валь Джамаа. Почему? У него своя методика. Смотри, вот мы все слышали, а вот Борман такое не слышал. Я тебе приведу, то ли это аят, то ли это сунна, я не знаю. Они хитрили, и Аллах хитрил.
но Аллах наилучший из хитрецов. Так вот, наилучший из хитрецов, ну, примерно, там на самом деле не важно. Наилучший из хитрецов именно через вот такие квази-религии, то есть подстраивая их под национальную идентичность людей, будет внедрять эти религии, а потом уже будет потихоньку открываться новые и новые подробности про эту религию. И про несовершеннолетних девочек будет открываться. Когда тебе уже запретили сомневаться. Хорошо, если ты думаешь, что это может ему и правда не нужно. Я просто так скажу. Это уже обращение к Антитеррору. Понял. Я понял, о чем ты говоришь. Я просто договорю в этот момент. Это все было сказано по поводу одного. Традиционный ислам, может есть, ладно, если он не опаснее, он не лучше этого же Ахлю Сунны. Это уже не к тебе, опять Борман, это уже к антитеррору, это чисто мое мнение. Алита, 10 секунд дайте мне. Он знаете, чем опасен традиционный ислам? Он спокоен, тих, как у нас был, но в один момент появляется какая-то мразь, и он сделает, указывая тем, что вы мусульмане, вы должны стать настоящими мусульманами. Он возбуждает потом эту толпу и вселяет в них, которые не были никогда такими исламистами, делает из них опаснейших исламистов. Вот чем опасен. Это как затаенная чума. Говоря двумя словами, Борман, отвечая на твой вопрос двумя словами, почему исламу вообще ни в каком смысле нельзя согласиться, потому что просто любой мусульманин это потенциально в будущем террорист. Любой мусульманин, потенциально. Больше появляется во время войны. В спокойное время от них мало пользы. Тесла Маршал двигается Абора. Да, я хотел Абок, это что вот этот суфизм, или, скажем так, недоислам, или не совсем известный ислам, готовит почву, из которого произрастает вот этот Ахлю Сунна, а уже из Ахлю Сунна готовит почву для террористических или этих. Вот я не смог это правильно выразить, ты именно сказал то, что я хотел сказать, но я плохо говорю просто. Да. Идеально, да. И я прошел несколько стадий, говоришь, у меня из стадии ислама, когда я презирал тех, кто зикр делает, и потом у меня стадия пошла, когда уже, по-другому начал мыслить. Мне начали именно те, кто зикр делает, они мне начали казаться теми, кто сохраняет хотя бы часть культуры. И потом я уже осознал, что все-таки это не сохраняет культуру, это и было изначально внедрено через вот эти сопоставления, соединение культуры, да, соединение культуры и ислама. Ох, как ислам похож на нашу культуру, ох, как идеально они схожи. А потом давайте выбрасывать все, что у нас есть, музыка, стихи, все, что не связано с исламом, все, где не почитается там Всевышний, где не почитается черный камень, все это выбрасывается. А потом уже, Ахлю Сунна, да. Единственная причина, почему чеченцы приняли ислам, это то, что к нам пришел суфизм, а не этот ваххабизм. Ваххабизм, они давно бы с ними воевали бы, или они нас уничтожили, или мы... Гуно, бяхмабилла, у ислама не было другого выхода к нам прийти, как не через суфизм. Мы бы их никогда не приняли, если бы они изначально говорили... Он об этом и говорит, что из мабахалк. Гуно это то же самое сказал. Ладно, я не понял, наверное, бяхмабилла. Это все... Ашалаца Лютхешага и ислам. Ислам несколько веков дирбен дихадиан лахч думет сулак тахачил. Сулак сиядали тенденции. Чеченцы его не пускали на левый берег Сулака. Потом, когда Российская империя с-под Брюхлы подошла, так Эцадиона, но и Кабадин Часани Шейзалунш, Йодо, и Кумыкский Шоухал, Шейзалунш,
Это в итоге он царь выехал дальше. Нас загнали как волков, он охоту, когда на волков делают красными флажками. Эти выходы, и ислам ему говорят, что вы традиции сохраняете. Вы в 80-х годах еще говорили, адат шариат. Никогда не говорили шариат, всегда говорили адат шариат. И даже адат иногда превалировал над шариатом. И еще он во время Первой войны Веданах свидетельствовал, что я не знаю, там где-то провинилась девушка, и решили шариатский суд устроить. Там присутствовал Шамиль Басаев. Так, вы боишься от Берешту сега свидетельствовал. Так, и вашу брат там за сестру прыгался. Ну, надо было палками избить эту девушку. Ну, сейчас вот ряд, что он чуть ли даже там спину надо было оголить, что ли. Шамиль Басаев сладил, он эльбо, что он вейц долг шумадать, он ганди, ну, по палкам, что он вычел, это не наши традиции, Шамиль вообще это, ну, запретил это делать. Представьте, я имел ребята, да, مصر بيتم وما قراد وما بعزيد ودي. Вообще чеченцы приняли ислам Бошба, это в корне неправильная формулировка. Вы и принять вы в нем оказаться в результате военных действий. Да, да, не столько. Да, совершенно верно. Была война. С другой стороны, Османская Турция поможет больше. Изурма Махрила, сейчас султан нам поможет больше. Масит разные эти факторы играли. Значит, силы буйки, даст держишь, рекламируешь, вещь и альсентом, отсюда империи, инцеркест империи сменили этих, чтобы на нас напасть, устраивать нам геноциды. И в результате вот всех этих факторов движение какое-то возникло. И то и вообще ахлю суннай и чистый арабский ислам вообще хуют захож. И хуют хикням там даже, я не знаю, и дахшвенек, и хаш, валя, лаух это говорить, я шеквир, урахсоль. Это Спарта был, чего это румятся? И чистый, Тесла, чистый, ну, и ты тоже говоришь, человек, да, как чувствуешь, махала, маршал лесного боя был, Шайб Сконторовский, герой Кавказской войны. Он когда начал это, он марил в Чайна, сразу дома картина, и мечал, сам Хаваш Хази, Мувин Хази, это случилось герой Хилейс, он Шайб мол Сконторовский, вот эту сухарную экспедицию, там, Воронцова, все разбил. В один день, как только он нарушил адат, и сразу его свои же загасили. Из своих стран, потому что у них стоят режимы, управляемые извне, как в Чечне режим Кадырова, управляемый из России. Вы тоже уехали из-за этого. Абсолютно семейные государства. Вопрос для лицо. Так вы тоже уехали из-за этого. Короче, мусульманских стран не существует. Подождите, она задала вопрос, давайте ответим ей на вопрос. Тесла, не отходя от кассы, дай добавлю. Представьте еще раз, вдумайтесь вот эту вещь, что она сказала, насколько она абсурдна, просто вдумайтесь. Мусульмане сбежали из своих стран, но она подумала хорошенько и еще нашла какой-то момент, но она плохо подумала. Так вот, она говорит, вот мусульмане в своих странах убежали, потому что они управляются извне, как Чечня. Момент. И вместо там борьбы против захватчиков, против диктаторов, против своей власти, там и митингов и так далее, ради того, чтобы свою страну, вместо того, чтобы улучшить, из-за того, что она управляемая извне, они убегают в Европу, которая прямо уже там, уже не извне, а сама уже там управляет, понимаете? Вот, например, смотрите, какой-то дракон. Например, в каком-то замке живет дракон, и у этого дракона есть раб.
которого он поставил, например, над чеченцами, да? И чеченцы вместо того, чтобы этого ставленника там уничтожить, изгнать, переселяются прямо к этому дракону. Вот логика нашей сестры. Я, честно, логику, можно тебе вопрос задать, энтузиазм? А ты можешь хоть одну мусульманскую страну там назвать, если все мусульмане бегут в Европу? Так а есть вообще хоть одна мусульманская страна праведная, по твоему мнению? Управляемая внешне. Нет. Да, неуправляемая внешне. Ты можешь назвать хоть одну? Норвегия, Тумсо туда поехал. Подожди, брат, ну пусть ответит, мне интересно, серьезно слышать. Антитеррор. Почему вы тогда уехали вместо того, чтобы сопротивляться? Вопрос отвечу. Вместо того, чтобы проводить На секунду. митинги, вместо На того, вопрос На чтобы секунду, подожди, сопротивляться, пожалуйста, почему вы отвечу на уехали? вопрос. Да, секунду, освободи. Борман, во-первых, у них никогда в жизни нету исламской страны, Антитеррор, шариатской ты не страны. понял, Подожди на она секунду. ответит сама Подожди не на может. секунду. Подожди, я сейчас отвечу тебе, отхожу на минуту. Так вот, у них никогда нету мусульманской страны, у них никогда нету шариата полного. Они реально сидят и говорят, там на 60% шариат, там на 40% шариат, а здесь на 20% шариат. Короче, все кафиры, брат. То есть это они при вступлении в диспут или в диалог они оставляют тем самым себе место для маневра. Мол, там Сауди шариат он скажет, потом ты ему приведешь там какие-то там гуляния, там их казино и так далее, и он тебе сразу скажет, ну я же говорил тебе, что там на 60% только шариат. То есть у них никогда в истории не было полного шариата нигде. У них всегда какие-то проценты. Например, ИГИЛ, когда появился, там был полностью, когда уже ИГИЛ начал захватывать, уже становиться шире, они для всех мусульман были самыми истинными мусульманами, самыми там исповедующими воинами там ислама. Но как только их загнали, уничтожили, полностью поставили на них печать, и каждый, кто поддерживает это, начали сажать, тут же они начали уже нести уже другую вот эту шарманку свою. Ну, они там хавариджитами были, ну, они там они были настоящими мусульманами, которые у мусульман не хватает духа или нет возможности в светских тех или иных странах установить. Эти игиловцы полностью установили 100% шариат по сунне и показали миру, что такое ислам. И вопрос на остальных мусульманов осталось. Признают они это или лицемерят? Опустят голову и дальше продолжат свою лицемерную жизнь. Что мы и увидели. Это тебе немножко беременна. Я так и не понял, я же вопрос задал, энтузиазм. Нету никакой исламской страны, нету. Я отхожу, мне больше вопрос не задавайте. Курение вредит твоему здоровью. Абсолютная монархия везде. С будулаками иначе невозможно. Ну смотри, подожди, у нее смотри, брат, подожди, у нее арабский статус, вот она конкретно мусульманка. Так ты ответь на вопрос. Хоть одну мусульманскую страну ты можешь назвать? Или почему все мусульмане в Европу мигрируют и в Америку? Почему так? Она такая же мусульманка, как я, верблюд. Ответа у нее нет, вот, пожалуйста. Почему Северный Кавказ сейчас идут в Украине освобождать батальон миротворческий имени Джохара Дудаева, большинство из которых светские мусульмане, часть вообще хабашиты. Если ты знаешь, если ты мусульманка, ты должна знать, кто такие хабашиты. Вы же их не признаете, вы их там сектантами считаете. Там все сектанты, кроме Ахлю-Сунны, все до единого. Да я так понял, что все сектанты, вообще все сектанты, понял? Внутри Ахлю-Сунна поделились уже. Да, там Я так понял, что сектанты, я так понял, что сектанты вообще все. Ну, именно, вот все.
Нет ни страны мусульманской никакой, Никакого оказывается. мусульман, такой уммы или там нету. Это все бред. На самом деле, это просто некоторые секты, разделившиеся на секты, которые друг друга причем полностью не признают. Но когда им нужно там, обмануть там, европейца, там, христианина, то есть сделать такие, они вытаскивают из этой шляпы вот этого: о, мы мусульмане, умма, исламский мир, исламские ученые, там, исламские изобретатели. Вот этот кролика вытаскивает. Тесла, мы же демократы, Бая. Меритократы. Можно я добавлю, брат? Вот смотри, ты же мусульманка, вот смотри, у меня что за дело в последнее время? Вот после конфликта, когда Палестина, Хамас, террористическая группировка, да, вторглась в Израиль, многие там люди, которые войнаки по национальности, не войнаки, там начали Ну шейха Мансура там начинайте. часть пойдем. Хамас вторгся в Палестину. Какая новость? Иди Я же не изучи закончил. сначала И историю, кто во что вторгся, а после этого ты Ты не приди, знаешь историю, поговорим. успокойся. История, ты не знаешь, что такое Палестина. Я в отличие, понимаешь, в отличие от тебя и, скорее всего, от твоих Мы буквально вчера в Чеченской демократической партии в этом канале обсуждали эту тему. Вот этот вот Тесла, который отключил меня, я им говорю о том, что вы оправдываете терроризм со стороны Америки и со стороны Израиля против Палестины. То есть 70 лет израильский народ убивает мирный палестинский народ, чтобы если передавать монет. Это евреи насиловали женщин? Один случай покажи. Подожди, Ладно. Покажи один случай насилия, девушка, изнасилования. А вы подожди, девушка, АМР. Девушка. У нас есть великий брат, украинский народ. Резали нас день и ночь, никогда не прекращали. Весь террор ваш. Сейчас начну всех отключать, что вы даже не умеете выслушивать. нормально вести диалог. А не пытаться ее перекричать. Тесла, но Аудалгумшан отвечает, времени нету. Аудалгумш разбирается. Надо для них разжевывать, извини. Она не знает, что нету такого народа Палестина, что у Палестины своя автономия есть. Подожди. Вот что Борман сказал, Хамас напал. Хамас — это организация, признанная в ООН террористической. В ООН не отметили, но, в общем, многие государства признаны террористической. То есть Хамас напал, он сказал. Он не сказал, палестинцы напали. То есть палестинцы, конечно же, в Палестине, они у себя дома и не могут там на Палестину напасть. Что касается Америки, израильского терроризм, то есть четкий ответ на твой этот энтузиазм. Сегодня, например, Хаймерс это продемонстрировал, антитеррор продемонстрировал. То есть идеологию и Ахлю-Сунна. В этой Ахлю-Сунне она экстремистская. То есть демократия, он бомбишься, яча. Могешь считаться, потому что американчин тугурю, жуктишин тугурю. То есть и ты это заявляешь, и ты говоришь, что я придерживаюсь идеологии такой. То есть с тобой несправедливо поступать заставляешь ты же сама. Сам же Хамас заставляет с собой несправедливо поступать, утверждая, что сейчас несправедливо поступать. Понимаешь? То жукти сбросит бирбу море, то жукти бой эрбу, то хардюня дождь слово Аллаха, что было на эту нет, то он бирбу джихад дирбош. То есть нельзя. Ты очень интересно это требуешь от Запада какой-то демократии, чтобы не бомбили, там, цацкались, там, не знаю, демократию играли, но при этом сама не хочешь с ними демократию. А нет, мы будем вот так. То есть если американцы, там, датчанчин царь бомбщета, я не знаю, исландчин бомбщета царь, я это буду считать чудовищной несправедливостью. Но шайатту мобильный, то что массу дой урду бош был нахен бомбщети, извини меня, а что мазохишам батюш, он по-твоему? Тесла, я добавлю кое-что. Я ее не запомнил, если честно. Це
Тут нету никакой несправедливости. Тебе надо понимать, что они ваши враги. В общем-то, у вас много врагов, потому что вы их сами себе наплодили, типа аятами. Не забывайте, что они... не дружите с христианами и иудеями, они друзья друг другу, Бог. Вы сами их ненавидите, и вы считаете их своими врагами. То есть считай, что идет война между вами и христианами и иудеями. Ну и другими тоже, вы остальных Да тоже не только ненавидите. там, весь мир у них враги. Да, Ты да, чё, вот. и И Бог вас... собаки там враги. И Там кого у них не врагов надо... нет? Вот я сейчас повторю слова Тесса, но все-таки скажу. Не надо искать несправедливость, когда в то время, как ты воюешь со своими врагами, и они воюют с тобой точно так же, как ты воюешь с ними. То есть если вдруг и Палестина же не убивает, не убивает евреев, израильтян, не потому, что они их жалеют, а потому, что, взять железный купол, ракеты не долетают. Поэтому евреи не умирают, как палестинцы. Вот А мне знаете, с палестинцы чего смешно? умирают из-за своей Вот отсталости. Подождите на секунду. нет, Сабурдин, вы Дай говорите о том, Подождите на секунду. Категорически не согласен с тем, что христиан, иудеев сравнили с мусульманами. Абсолютно не согласен. Иудеев там не знаю, но христианские страны сравнивают с мусульманами, что, мол, они как бы отвечают на угрозу, типа, абсолютно нет. У христиан самое важное, как у мусульман, там, например, хадж или делаешь мусульман, если ты не выполняешь, тебя выводят, то есть ты уже не мусульманин, если там не молишься там и так далее, и так далее. То есть обязательные вот эти столпы ислама, если не выполняешь, такой же столб есть в христианстве. То есть им категорически запрещено иметь в сердце ненависть. Возлюбите врагов ваших. То есть христиане, когда вот эти, имея этих мусульман, вот, например, представь, мы в Чечне живем, у нас есть свободное государство с медициной, со всеми передовыми технологиями. К нам приходит араб. У этого араба, и этот араб исповедует религию, в которой прямо в его самой главной книге прямо сказано: чеченцы ваши враги, убивайте чеченцев, где бы вы их ни находили, унижайте их, и так далее, и так далее, и так далее. И представьте чеченца, который дает убежище этому чуваку. Этого чеченец не сделает. На такое способен только христианин. Запомните это. Никогда не сравнивайте христиан с мусульманами. Плюс 5. Правда. Может, Можно, это и есть их проблема, что они их принимают. Видите, это энтузиазмик, что она придерживается идеологии, религии, которая нигде нету этого. Прямо призывает убивать представителей другой религии. Христианство, мусульман, без альязин, да, нет у них такого. У них даже нету, что они в ад попадут. То есть там очистили еще ютер, и концепции ютер, не убей там, не это, не прелюбодействуй, за какие-то заповеди будешь соблюдать, ты попадаешь в рай. То есть там нету. Ты придерживаешься идеологии, нигде этого, буддизма будешь собаку, того снахцатишь, без все попадут в ад там это. Я Кришна ич табахон, я индуш табахон, саммо табахон, представь, ты придерживаешься единственной идеологии, и мишень вот то щука сун, короче, вот хаж юк и туох мегарюшун, потому что я с ахкая Аллах с идеологией цан от шудой урду. Пойдем, Тесла, я же говорю, вы опять и опять оправдываете весь терроризм Израиля и Америки, потому что... Опять же, повторение, Ютига. Ходьба, Тесла, свободнее секунд. Ходьба по кругу, и его оправдывайте, Боже. Она так просто из всей кожи лезет вон, чтобы пропихнуть этот момент. И
навесить его на нас. Никто никакой терроризм ничего не оправдывает. Никто. Любой терроризм, убийство детей, смерть невинных граждан, цивильных, все это тут осуждается. Тут нету американофилов, тут нету израилофилов, тут нету европофилов, тут есть справедливофилы. Добавить, да, Понятно? Хайльник добавить. Я после тебя, брат, тоже Я добавлю. сейчас секунду добавлю. Чеченцы, они справедливые, потому что наши вот эти национальные традиции, адаты, это человечность. И я по нашим войнам, российско-чеченским, я намного уверен, что вот эти израильтяне намного щадяще воюют с этими арабами, палестинцами, чем вот на наших войнах. Я думаю, наши войны были намного жестокие, чем вот эти израиль-арабские. Это совершенно прекрасно. Можно я добавлю? Можно я добавлю тоже, с твоего позволения? Я кратко, буквально, несколько моментов. Смотри, вот девушка защищала Палестину и так далее. Я так понял, она чеченка, да, братья? Если я ошибаюсь, поправьте меня. Она чеченка, я так понял, да, по национальности? Да. Говорящая, не знаем. Судя по всему, да. Чеченка, Вот. И смотри, вот чеченка, которая начала Палестину защищать и так далее. 2002 год вспоминаем, когда и антитеррор это постил у себя в канале. Что сказал Хамас? Сказал, что война в Чечне – это внутреннее дело России. Раз. Первый момент. Помним. Второй момент. Насчет терроризма США она сказала там. США терроризм. А в чем терроризм США? В 91 году Саддам Хусейн напал на Кувейт, шариатское государство по исламу, захватил его полностью. Америка начала операцию «Буря». Борман. Мы уже, она все это прекрасно знает, она слышала это вчера в эфире, ей 4 часа чисто, ей все это объясняли, все эти Ирак, историю этого Ирака, его вообще основание, возникновение, все это ей объясняли. Не надо ей объяснять. А в чем тогда вопрос? В чем терроризм США тогда? Да, это просто, это ей уже все полностью, она там за Ирак там типа американцы вторглись в Ирак, потом я ей в эфире послушал, сказал элементарно, любой может проверить по статистике, Ирак 60% шииты к тому моменту там вообще управляют коммунисты и шииты, и она типа за них впрягается и говорит, что американцы террористы, но как только я ей говорю про шиитов, она их или любой суннит их сразу ставит вот враги ислама. Шииты это враги ислама. И поэтому ислам, да? Неправильный ислам. Да, неправильный, не то что неправильный, а вообще враждебный настоящему исламу. Ислам. Поэтому там, в общем, объяснять там нету никакой необходимости. А зачем она заходит сюда сейчас? Вот смысл? Не, Борман, ты застал Советский Союз, да, я как по голосу слышу? Там была такая песня. Нет, там была у них была такая песня «Работа наша опасна и трудна». Помнишь? Я не помню, брат, я не застал Советский Союз. К счастью тогда, повезло тебе. Хотел бы сказать насчет города Синджар. Только что читал про него, это вообще ужас. Там езидов вообще истребляли только так, брали в наложницы 30 тысяч человек вообще ищили братские могилы. И все это творили так называемые, в кавычках, Ахль-Сунна Джамаа. Мне самым интересным, Дусун, есть вообще хоть что-то, там, Туамбелах, мирной жизни Аллах, что-нибудь, где Ахлю-Сунна похоть не впихивают, наложницы, рабыни, понятно какие. Есть хоть что-нибудь, где нет похоти вообще? Ты вообще, у тебя что? Ты потерял связь с разумом, что ли, Ньюгейт? Ты самый главный вообще, вокруг чего построен ислам, забыл, что ли?
Нет, самое интересное, я человек, который человек, который у себя аватарки ставил Free Palestine. Понимаешь? Вот воищик даются. И пока я это тогда не осознал, я тоже был так вот слепо, тупо шел, как это Тумсу Абдурахманов говорит, мы будем в первую очередь, что бы он ни делал, защищать нашего брата-мусульманина, потому что он мусульманин, да? И вот такая концепция, она работает в исламе. Плевать, что этот человек делает. И я видел эти видео, я видел, что делали именно и палестинцы, Тулчхуши, потом, я видел, где стоят солдаты еврейские, да, и я смотрел, как палестинцы кидают в них камнями. Но я в то же время не считал их неправильными. То, что они делают, я не считал неправильно, потому что у меня в мозгу было, это вот тогда вот мои времена джахилии, да, я считал, что они поступают правильно. То есть я был на их стороне. Я был на их стороне. А евреи были неправы. Это вот те времена были у меня. Понимаешь? И ты сейчас, походу, проходишь вот этот этап, хотя, может, ты его и не пройдешь никогда, я не знаю. Но, да, иншаллах, ты его пройдешь. Сейчас одна мысль мне пришла про курдов, когда сказали. Вот в исламском мире у мусульман везде там есть такой герой Салахуддин. Салахуддин там из Иерусалима освободил, там то десятый. Хороший фильм я видел там этот про Салахуддина. И он же курд был. Курды, они же мусульмане, их там много, миллионы их. И вот я задаюсь вопросом, хотя бы из-за уважения к этому Салахуддину, герою ислама, почему курдам не разрешают иметь свое государство? Может, от того, что курды не хотят терять свою национальную идентичность, не хотят стать арабами? Там больше политический вопрос. Наверное, у курды к тому моменту развала Османской империи не имели такого, скажем так, такой силы, как турки, потому что их всю историю, наверное, турки и османы гнобили всех там у себя, как любая империя гнобит нетитульные нации, населяющие, кого, может, ассимилирует, а кого не смогли ассимилировать. К тем у них вырабатывается такая генетическая ненависть, и они всю историю потом гнобят их, не понимая за что. И к тому моменту развала Османской империи странам Антанты или странам Запада, Англии, Великобритании не было не на кого ставить среди курдов, наверное. Скорее всего, турки, Ататюрк, они, как бы, будучи и так силой этой империи, легче было поставить ставку на них, а те уже, понимая, что ставка сделана на них, выбили себе как можно больше дивидендов в этом диалоге, как, турки это умеют, как Эрдоган, да, сегодня. Такой мусульманин, сверх чич-пуп, там, сожгли Коран, и я буду против, чтобы вошли в НАТО. Как только ему бросили косточку, сразу подписал. Как только он выбил себе косточку, сразу подписал. Это дипломатия. И понимая это, они полностью там в дипломатических своих каких-то сделках, наверное, сослались поставили какое-то условие, ультиматум, чтобы вообще о курдах не вспоминали, и дальше будет все нормально. И они до сих пор, даже сегодня, Эрдоган в выступлении говорил, упрекал там Литву, Европу, мол, выдайте нам курдских террористов. А это террористы, он имеет в виду вот этот демократическую партию курдскую. Вот это люди, которые за независимость, за свое государство, они для него террористы. И такая же дипломатия, в общем, наверное, к тому моменту не было выгоды. Подожди, антитеррор, ты поддерживаешь курдское государство? Естественно, я вообще
чтобы каждый Почему? народ... Нет, Потому их что 40 миллионов. потому что каждый народ имеет право на свое государство. Да, я Если тоже так турки считаю. пришли с Алтая, и что им должна принадлежать эта Я территория? согласен, но ты же понимаешь, что это государство, оно не на территории Турции должно быть, а где-то в Ираке, например, как раз Курдистан, там, Это где-то их там. территория. Да Турки, турков было. когда Я дам справку, если хотите. никакой, сейчас, секунду добавлю, никакой Турции никогда не было. Во-первых, это просто Ататюрком основанное новое государство. Оно основано, включая курдские территории, включая в себя курдский народ. И теперь он что, должен принадлежать им? Таким же образом можно и курдские государства основать. Туркское государство смогли, почему курдское нельзя? Так можно, я же говорю, но не на территории Турции, ты же сам должен А понимать. где Не, они всегда всю историю там жили? территория Но у них курдов не было страны разделена на своей. 4 государства. Не, на 4 государства разделена. Одну часть забрал Между. Иран, другую Ирак, третью Сирия и самую большую, четвертая, это на территории Турции. То есть это народ разделен на 4. То есть если у нас проблемы только с одной русней, то у них как бы 4 проблемы, чтобы снова восстановить, чтобы вообще свое государство. Так Ну, подожди, в этом нет, вопросе территория я... Турции это территория Турции, это тюрки, ничего. Да понятно, территория Турции, это понятно, но это не отменяет право всю историю живших в Турции народа, не отменяет у них право на свое государство. Подожди, Это их антитеррор не право, и они отменяет, не имеют... отменяет. Антитеррор не Да, они отменяет. имеют, у Пусть... них сегодня есть инструменты, и даже если нету инструментов, если они восстанут, освободят, там, с войной сразу турков победят, то и мир это, скажем так, проглотит, как русский Ну, там, подожди, антитеррор. захват. Подожди на секунду, я сейчас закончу. Да, да. Как схавали там оккупацию Крыма и так далее. То есть и на дипломатическом уровне с помощью референдума и так далее, это данное им помимо Бога и ООН право, каждый народ имеет право на свою собственную государственность. В этом вопросе когда-то я был полностью за турков, но ознакомившись хорошо с этим вопросом, я полностью поддерживаю курдов. Ну, я, ознакомившись полностью с этим вопросом, полностью поддерживаю турков. Ну, подожди, какие курды Это на было территории лишь Турции? потому, что ты имеешь корни турецкие, как кто-то у тебя из родителей турки. Ну так Да нельзя не, относиться. да Есть не, корни не, Мать Не турчанка, Сободейш, да, секунду. подожди, да, у меня мать турчанка, да, безусловно, ты прав. Но так или иначе, подожди, ты посмотри на... Он что, угадал, Ну что ли? да, он угадал, да, у меня мать Нет, я турчанка. хорошо слушал. Он угадал, да, у меня мать турчанка, я ж поэтому так зацепился за эту тему. Мне просто интересно, подожди, ну, Борман, восточная Турция, в которой курды заселены, ты посмотри на расселение, в принципе, курдов, там большинство турков живет. Ну, пусть делают свое государство где-то в Ираке, например. Борман, могу я тебе небольшой пример привести? Два даже примера. Имели ли право на свое самоопределение поляки, когда их разделили немцы и Советский Союз? И второй вопрос. Если вдруг, не дай бог, сегодня, допустим, ну, чисто теоретически, Россия захватит половину Украины, потом Польша захватит половину Украины, еще какая-нибудь страна кусочек себе заберет, и через там 50-100 лет будут ли украинцы иметь право на самоопределение на этих Воссоздание землях? государства. Да. Так, подожди, тут же вопрос не на самоопределение. Я ж тебе говорю, Будет или нет? Отвечай. Не, Будет или нет? я же ответил, будет. Вот. Ну, Сам да, ответил. А теперь, нет, подожди. А теперь посмотрим на Восточную Турцию и расселение курдов там. Сколько там в процентном отношении курдов, а сколько турков? Турков там большинство. 40 Например, в миллионов Ираке... курдов. Подожди, Так, брат, вы перебиваете. подожди. Ну, я же не закончил. Подождите. Я же не закончил, подожди. Я же вас выслушал, дайте я закончу. В иракском Курдистане курдов большинство. Пусть делают свое государство там.
пожалуйста. Вот, у них Русских там тоже много. в Ираке, они украинцев. расселены. Подожди, Борман. А В кто Турции турки, много если... Подожди, украинцев. подожди. Кто такие турки, если в Турции живет, например, 6 миллионов черкесов, там 3 миллиона албанцев, там столько-то миллионов криптогреков? То есть есть такая определенная нация под названием турки? Или это все-таки языковая общность? Да, все, кто признают отцом нации Ататюрка, это все турки. Вот, то есть нету как бы... Вот я тебе ответил. Всех приветствую, маршал Дума. Да, маршал. Всех приветствую. Могу ли я спросить кое-что? Могу ли я... Сможешь соболезновать солидаритет и справки насчет, почему у курдов нету страны. Вы забываете, они очень подло поступили с ассирийцами. Хамахашной истории в то время еще, когда Ататурк был. Они позвали его к себе и убили лидера ассирийцев. Смотри, после Кавказской войны черкесов 90% убили, уничтожили и выгнали с их земель. А на их земли были расселены русские, казаки, русские, все остальные. Так вот, имеют ли они право вернуться на свои... Да. Могу... Нет, он применит к ним. Могу ли я договорить, пожалуйста, потом свой комментарий будете делать. Спасибо большое. Так вот, черкесы портировали. Микрофон выключай свой, как я пойму, договорил. Вопрос, дали Ирпаник, что его, алло, дел свободен, почему? Они не могут, он тот же аргумент спроецирует на них и скажет, ну, ты посмотри на расселение, на соотношение населения, там, Сочи, там уже армяне 100%, какие черкесы, вон там... А в чем вопрос был? Подожди на секунду. Там вон в Израиле, в Турции живут черкесы, пускай в Турции делают себе государство, то есть это такой же аргумент. То есть человек сам признался, что он в этом вопросе не будет беспристрастным. То есть задавать ему вопросы по этому поводу не имеет смысла. Анти, а ты понял его вопрос? Я просто не понял его вопрос. Да, он сказал, черкесы имеют право на государственность. Черкесов полностью 90%, да. Краснодарский край весь черкесский был. Так имеет, Да. конечно имеет. Ну, там уже полностью 90% убили, выгнали. Вообще там все 99%, там Сочи, Краснодарский край, там уже живут русские и армяне. Я понял. А почему вопрос ко мне адресовался? Я так вот этого и не понял. Почему именно ко мне он вопрос? Ну, он имеет в виду, черкесы имеют право на государство или нет. И все, короче, давайте к этому Борману насчет Турции вопросы больше не задавайте. Человек сам признался, что у него мать турчанка. Все, закрыли тему. Анти, есть вопрос к тебе. Смотри, ты с Али Бакаевым общался сам? Знаешь Али Бакаева? Нет, не общался. У тебя вопросы заканчиваются вообще. Какой хороший ты друг. Не, я просто уточнить хочу именно. Смотри, вот Али Бакаев постоянно... Вот я ж к чему вопрос, понял? К тебе вопрос именно и всем братьям-войнахам, которые тут присутствуют, лучшим чеченцам. Почему так получается, что, например, Али Бакаев там на своих эфирах в ТикТоке начинает кричать, что украинцы лицемеры, потому что поддержали Израиль? Там еще ряд чеченцев, которые живут в Украине, сказали, вот украинцы, вот мы с вами, а вы поддержали Израиль и так далее. Вот смотри, в чем суть вопроса? Почему чеченцы обвиняют украинцев в поддержке того или иного государства, хотя Украина дала им притулок, это как на русском, это... Прибежище. Убежище, да? Убежище. Это не чеченцы, сразу тебя прерву, это Борман, это не чеченцы, это мусульмане. Все, на этом закончил вопрос. Нет, тогда ладно, тогда все. Да. Тогда я понял. Это у него, в общем, риторический вопрос. Не, я понял тогда. Ну, просто интересно, потому что обидно там, серьезно. Людей приютили, мы признали как обидно их видеть даже, как они уничтожают нашу культуру, нашу самобытность, наше
честь, достоинство, которое в нас ценилось всегда, гостеприимство, уважение к тем, кто тебя отблагодарить всегда добром за добро. Вот нам, знаешь, как это обидно вот этих тварей видеть и слышать про них. Bu marşa mujde ijri Машу. помогче я dayak уже совгенду шлят его дехар довол швара dayak kan да сецери так ос хуар Борман вот вопрос задал ты за эту девушку тоже, которая себя ислам представляла. Если Да. он зайдет в какой-либо туда чат, где ислам, за ислам там тянут, за ислам говорят, вот эти исламские чаты, ее туда, оттуда быстро выкинут, сразу, даже слова не дадут ей сказать. И она сама это прекрасно знает. Просто неуместно ей сюда заходить и еще за ислам что-то говорить. Это некрасиво, это не по-новски, не по-чеченски это. Потому что она теряет уважение своему отцу, своим братьям, вот этим своим поступком. Если она понимает, о чем мы говорим, и с нами одномышленница, если бы зашла бы, мы как-то могли бы ответить перед его братьями, перед его отцом и так далее. Так что вот так вот. Не, я понимаю, но просто интересно, что она И там сидит, доходит, зачем. пускай говорят. Кого ты и не только к тебе, а ко всем чеченцам, которые здесь присутствуют, кого вы видите, в принципе, в качестве президента уже независимой, свободной, освобожденной Ичкерии именно? То есть я так понял, вы к Закаеву плохо относитесь. Вот мне интересно, Никого. вот кого... Пока никого. Во-первых, кого вы видите, чтобы президентом говорить, там, я бы понял бы, там, например, лет там 300, 200, 100 лет назад, если бы задали вопрос, кого ты видишь, скажем, там, полководцем вот своей армии, которой ты состоишь, которая завтра должна выйти на бой, вот кого ты видишь своим полководцем в завтрашнем дне. Но президент это вообще, это не фигура, это не личность, это просто пост. Президент, естественно, кого я вижу, я тебе буду сейчас не про личность называть, потому что это, опять же, и пережитки вот этой, скажем так, восточного мировоззрения арабского, внедренный наш культурный код. Никакого правителя, никакого, чтобы там лидера, вообще в демократическом, историческом, чеченском обществе таких понятий не было. Оно принесено вместе с вот этим восточными обычаями и традициями, где существуют господа, рабы и господа. В общем, так как вот этот пост я вижу, ну, это интересы чеченского народа, там, язык, там, дороги, там, города, там, новые, там, в горах, чтобы вот в эту планировку чисто практические материальные действия, вот эти, чтобы он выполнял, вот это, чтобы он выполнял, вот так я могу тебе сказать, кого я вижу. А чтобы личность, кого я вижу, извини меня, максимум, что я могу сказать, что это себя. Я понял. Ну смотри, тогда следующий вопрос, вот зайдут чеченцы, мусульмане, допустим, тебе на эфире скажут словами там убийцы Сталина, критикуешь, предлагаю. Понимаешь? Критикуешь, предлагаю. Много чего предложил, много чего. То есть, каждый день часами предлагаю. Просто миллионы вариантов. Не, религия понятна, вопрос президента. Насчет чего? Вопрос президента именно, то есть именно лидера будущего. Не, я понял, да, можешь секунду.
Я понял, Да. критикуешь, предлагай, но Закаев, он не лидер. Вообще у нас сейчас нету лидера. Я критикую человека, там, самого Закаева, за его там какие-то высказывания, радикальные действия, за его влияние и так далее. Это просто человек, отвечающий, сам себя провозгласивший и отвечающий за чеченцев. У него там какая-то 300 тысяч армия готовая была в Украину, там помочь Украине, но пока не видно их, к сожалению, или к счастью, не знаю. В общем, это такой человек, его, чтобы вместо него кого-то предлагать, он ничего не представляет из себя. То есть я критикую обычного самозванца, болтуна, и все. Вместо этого болтуна предложить другого болтуна, ну, в этом нету смысла. Ну, я имею в виду, что есть ли деятели, которые подобные, которые тебе более всего Естественно, симпатизируют? естественно, Чеченская Вот, да. демократическая партия, основанная где-то год или полгода назад, набирающиеся обороты, но правда, я не понимаю, чем занимаются все эти СМИ, спонсируемые американскими налогоплательщиками, вот эти радио «Свобода», ни слова о нас, о тысячах и тысячах чеченцев, которые покидают ислам, ни слова о нас, ни слова о партии. Я вообще это не могу понять. Короче, в общем, у нас очень трудная ситуация сейчас Я полностью. тебе И могу объяснить, почему так. никакой поддержки, никакого вообще никто. Мы чисто Я тебе могу от объяснить. себя двигаемся. Могу объяснить, почему нет поддержки и так далее, потому что большинство именно народа, она представляет там ту или иную, то есть мусульмане, понял, и вот это Закаев там объединена, в основном, в основе своей оппозиционная движуха, она объединена вокруг Закаева, ты сам это понимаешь, чеченская. И как-то так, поэтому СМИ так и фигурируют, на Закаеве играют и так далее. То есть, лишь бы кто, лишь бы не Кадыров у них, понял логика. Это как примерно, когда от вас весь мир отвернулся в Первую Чеченскую войну, примерно то же самое сейчас, но только уже с фигурой Закаева. Антитеррор. Я антитеррор скажу сначала. Может, Тесла со мной не согласится, но я не думаю, что Чеченская демократическая партия продвигает выход людей из ислама. Ну, это так, отдельная тема. Я не имел в виду альтернативу Закаеву, типа, на это. Типа, он, есть ли какое-то там у вас политическое, он такой же был вопрос, политическое движение. Я ответил, он не спрашивал про движение критикующее еще есть. Он сказал, ну, альтернатива Закаеву такая движение. Да. А насчет твоего вопроса, Да. Борман, я не уверен, что сейчас, в данный момент, можно именно здраво посмотреть на того, кто именно может быть лидером и так далее. Закаев – это абсолютное no, но именно если говорить о лидерах, ну, о президенте, да, ты смотришь, ты проецируешь это со стороны украинской ситуации, но ситуация просто немножко разная. Да. Тебя тоже можно понять в этом плане, но у нас ситуация сегодня, ну вот смотри, Украина не захвачена, и с другой же стороны Чечня полностью захвачена. И Я понимаю, я ж поэтому... Сейчас немножко глупо было бы с нашей стороны выбирать президента и искать среди людей какого-то президента. Для начала нужна, ну, система должна быть, да? Опять же, демократия. Среди всех партий есть только одна демократическая партия. Да. Вот в чем проблема. Демократическая партия только одна. Не просто только одна демократическая партия. Допустим, в Америке есть правая и левая. Допустим, демократы, они назвали себя демократами. И есть республиканцы, которые тоже по сути своей, ну, по сути системы являются демократами. У них демократические ценности в любом случае, хоть они и республиканцы. И просто у нас даже такого нету. Понимаешь, у нас нету таких противостояний двух партий, каждая из которых предлагает что-то хорошее. Будет, скоро будет, обязательно будет. Я скоро объявлю вам войну, соберу армию и крестовым походом пойду на вас. Вы слишком там зажрались. Нет, смотри. Тебя поверили.
Да, Ну, да. говори, SB, да, говори, я тебя помню, говори, вопрос задавай. Ты ж хочешь это задать? Я, что ли? Да Не, не, я я такой ничего не вопрос. говорю, Да можешь говорить. не, SB, не хочешь. Хорошо, ну смотри, вот антитеррор, ну, ты говоришь, Чеченская демократическая партия, да, правильно я произнес? Здесь, Да, Чечен канал я Democratic. подписан, я подписан. Так надо ж продвигать, братан. Надо ж продвигать, то смотри, есть же ж канал, вот РДК, например. Как РДК, слышали об РДК антитеррор? Слышал, Русский добровольский корпус. Да, слышу. Они ж ходят по стримерах, там, приходи, пиши, там, Убер-маргиналы есть всякие, знаешь, может, там, канал, Да, и знаю. подобные каналы. Вот, приходи, он тебя рад будет встретить, тем Ну, более они идем, мусульмане, ты сам знаешь. идем, Борма. Да, то есть, Идут, дают интервью. Все только началось. Все делаем. это надо, потому что Северный Кавказ будет свободен, и свободен не просто в плане того, что от России, а в плане мировоззрения должен быть свободен. Ты ж сам это знаешь. Вот это Ты хорошо сам это сказал. Это говоришь очень об этом. хорошо сказал. Сам об этом говоришь. И поэтому это надо. Это именно надо продвигать, потому что, ну, видишь, ты один вышел, ты уже сколько людей собрал вокруг себя. Уже вокруг себя сколько людей собрал. Смотри, сколько тут сидит сейчас вот в чате. Сколько подписано. Уже один человек вышел, ты вышел, собрал людей вокруг Это себя. только начало. Так в этом и суть. Надо дальше. Потому что, ну, в Украине война закончится. И даст Бог, закончится победа Украины, и тогда Борман, Северный подожди Кавказ будет минутку. свободен. Ну, Передавай привет там братьям украинцам. Я часто, постоянно смотрю, дохла русня, как они мочат, как красавцы, блин. и поэтому, то есть в этом и суть, что надо, чтобы Северный Кавказ, чтобы войнахи вернулись к своим традициям. Именно в массе своей войнахи именно, ну, там, Иншаллах. вековая традиция. Вековой, глубинный народ вековой традиции именно. То есть, блин, ну откуда вот эта воинственность? Она ж не от ислама, она ж от именно традиций, истинных традиций. От этого. Ты Ты сам понял, ошибаешься. первый человек, о чем говорил. До ислама у нас не было нации. Мы были никто. Ислам нам подарил все. Слушай, до ислама все были никто, даже не мусульмане, понял? Это самая чистая религия в мире. Да, нам Не, агентура ну просто... Кремни вот это ну, начала внушать, пока им наши, мы не стали их в морду, как котят, сувать. Они сейчас успокоились. Но они Ну, уже начинали говорить, что до ислама чеченцев вообще не было. Вот некоторые муслим СС, петух этот. И такие же, как он, гниды. Ламанхо. Понял, А ты знаешь, что такое окно Авертона? Да, я Вот позавчера об этом говорил. Вот это окно Авертона у них потихоньку открывается, расширяется. И они много чего будут внедрять. Просто в чем суть, что почему я как украинец говорю это все, ну, для нас это важно, что для нас важно, в принципе, будущие союзы с независимыми государствами. И мы бы не хотели, например, с каким-то шариатским там государством устраивать союз. Это невозможно просто для нас. Мы знаем традиции Северного Кавказа. Мы помним, как, например, украинцы во время Голодомора, чеченцы приютили у себя многих, и детей там и прятали и так далее. Мы помним, что это исторически связано. И вот для нас в этом суть. И нам надо именно, чтобы антитеррор, чтобы это на твоих плечах все. На твоих именно. Потому что я другого не видел в войнах еще до сих пор, чтобы который вот высказался против арабской религии. Есть на самом деле, Борман, против России. есть на самом деле, даже я не первый абсолютно. Есть, оказалось, очень много таких. Есть даже группы. Но, правда, проблема сейчас с открытым лицом или очень с этим большие проблемы, поскольку такого мерзавца, как я, в чеченском народе найти очень трудно. Я мерзавец, мне плевать, там весь мой род вырежут, не вырежут, потому что для меня там мой род неотъемлемая часть моего народа. И, то есть я не разделяю мой род или мой народ. То есть там гнобят мой народ, какая мне разница, мой род будут гнобить. Разницы нету, и так гнобят их всех подряд. То есть мне наплевать на родных, в общем, все наплевать на весь мир, в общем, такого мерзавца трудно, тяжело найти.
На Они, самом знаешь, деле, давят на вот это родственников. И у чеченцев самая большая ответственность, чтобы не самая главная задача вообще по жизни, самое, скажем так, святое, это не сделать проблемы своему роду из-за своих поступков. Это самая большая ответственность чеченца. И, естественно, это единственное оружие, ахиллесовая пята, которую обнаружили наши враги, поставили своего ублюдка у нас, который именно на это ахиллесовую пяту и бьет. И у нас очень тяжелая ситуация. Даже те, кто с открытым лицом начинают критиковать, вышли из ислама, их уже там, одного я уже закинул, там, полный, семью там, в общем, угрозы, там, насилие, в общем, полный ужас там. Поэтому очень трудно. Анти, а вопрос такой, вот, я не знаю, нарушу правило какое-то у вас в чате или нет, но что вы именно не говорите, откуда вы, почему так? Вот именно, что скрыть именно в чате правила. Ну, потому что у нас... Да, я отвечу на это. Я это сейчас как раз и хотел сказать, но это идеально сейчас подходит. Смотри, Борман, тебя здесь не было тогда, когда антитеррор начинал. Он здесь изначально был коранистом. Да, он даже не отрицал религию ислама, чтобы ты понимал. И в то время, но он отрицал сунну пророка. И даже когда он не отрицал, он просил всех: живите по Корану именно, как в Коране сказано, а не по сунне пророка. Даже в это время ему говорили, что мы найдем тебя и отрубим тебе голову. Понимаешь? У меня даже диспут этим, Не, у нас я даже диспут был. понял, Подожди, Борман, я пожалуйста, понимаю. не вмешивайся, Да, пожалуйста, да. пока закончу. У меня даже отдельный диспут был у нас. Помните, когда я еще коранитом был, султаном? У нас на эфире есть диспут, когда я еще мусульманин. Тогда нам за то, что не признаю хадисы, вы все слышали, как мне объявляли наказание отрубить голову, будучи мусульманином, просто из-за того, что не признаю хадисы Бухари, которые говорят, написанные 220 лет спустя смерти Мухаммеда, а упоминание вообще только спустя 500 лет после смерти Мухаммада, то есть запись чуть-чуть, часть вот этого. Косвенное какое-то подтверждение обнаружено давности 500 лет после смерти Мухаммеда. То есть из-за того, что я не признавал вот эти рассказы арабов о том, что они слышали якобы от пророка, это уже преследование меня началось изначально из-за этого. То есть я был мусульманином, я читал намаз, я поклонялся Аллаху, приводил аяты, диспуты проводил. То есть я объявлен уже с тех пор врагом ислама, и мне объявлено вот этот вердикт хукам, отрубить голову прямо из Саудовской Аравии. То есть я человек объявленный, мне объявлена казнь уже, даже тогда я уже мусульманин. Но раз мне объявлена казнь, и к тому же я узнал, что это все чепуха, мне что, сидеть и ждать, пока мне отрубят голову? Нет, я лучше утащу вместе с собой как можно больше людей. Точнее, имеется в виду, буду сопротивляться и уничтожу как можно больше. Ну, утрируя. Через телеграм-канал. У меня вопрос к этому Ты украинцу. недооцениваешь силу телеграм-канала. Подожди, у него вопрос. Свободный Борман, опять вмешиваешься, подожди. Недооцениваешь силу телеграм-канала, это хорошо. В общем, не буду тебе объяснять. Все, Ты вот права. у меня теперь вопрос к украинцу. Так Вот ты же что не на один из его вопросов не ответила. Да Зачем ты ему задаешь вопрос? пусть задают, ну мне интересно. Она говорит, Вот к этому украинцу ты. хочу спросить, что пренебрежительно ты можешь сказала. сказать всем мусульманам, которые за Украину воюют как союзники, батальон шейха Мансура, батальон Дудаева, или они после вашей победы не будут вашими союзниками, а именно такие, как эти тут, которые болтают и ничего не делают.
А те Ну умирают, да, давайте. веселят. Подожди, я отвечу. Ну, ребят, подожди, я хочу ответить. Смотри, два момента. Шейха Мансура, батальон, я некоторых ребят знаю Шейха Мансура, потому что я сам воевал 9 месяцев. Это важный факт. С 24 февраля я воевал. Сейчас уже Воевал в через Концово. телеграм-каналы, как эти. Как эти. Воевал за Украину, в том числе за освобождение Северного Кавказа, твоей родины. Да. Раз. Второй момент. То, что ты сказала, будут они союзниками, не будут. Во-первых, миротворческий батальон имени Джохара Дудаева, не все там мусульмане, поверь мне. И в том числе и среди войнахов. Я знал одного ингуша, который не был мусульманином. Из миротворческого батальона имени Джохара Дудаева. Он не был мусульманином. Именно и я все-таки продолжу, да, закончу. Насчет того, будут мусульмане нам союзники или нет. Так у нас разговор с антитеррорами, с ребятами, которые присутствуют, начался с того, что почему бы не принять светский ислам. И все подтвердят тут, что я говорил, этот вопрос задавал. В Украине с исламом проблем нет. И к мусульманам отношения нормальные, в отличие, например, кстати, от России. Потому что важный момент, всех, кто не угодный Кадырову и Путину, все мусульмане идут в тюрьму, да? Ты, скорее всего, за границей где-то, ты где-то в Европе сидишь, я так понимаю, девушка, судя по всему. У тебя никто в семье не воюет. Вот, факт просто. И поэтому, задавая такой вопрос, как мы будем относиться, мы будем хорошо относиться. Но мы желали, чтобы вот Чечня была поистину свободной, Ингушетия, Чечня, Дагестан, и в том числе от ислама. В том числе от ислама. Борман, Получится это, не получится, это уже другой вопрос, понимаешь? Но так или иначе, да, ребята воюют за нас, да, помогают нам. Красавцы, ничего не скажешь. Молодцы. Борман, во-первых, тут надо понимать одну вещь. Из-за того, что я против ислама и до конца своих дней буду работать против ислама, это не значит, что я там буду покушаться там на мусульман или там против мусульман, чтобы в Ичкерии были мусульмане. Нет, абсолютно нет. Каждый имеет право исповедовать религию, которую он хочет, в государстве, подобном как Украина, где верховенство закона Украины над всеми религиями. В таком случае, пожалуйста, пускай хоть в Будду верят, хоть во что, сатану верят, что угодно, но подчиняясь закону чеченского государства. Да. Перед ним все должны быть равными. Таких мусульман я признаю, я с ними могу, скажем так, договориться, общаться, жить. В этом никаких проблем нет. Проблема с теми мусульманами, которые пытаются мне свой закон, в кавычках, божественный, поистине сатанинский, навязать. Вот с ними у меня будет война, пока я жив. Так чисто идеологию я буду вот так аргументами всю оставшуюся жизнь критиковать. Тут нет никаких проблем с мусульманами. Второе. Девушка назвала мусульманами, воюющих за Украину, вот эти батальоны. Девушка с флагом ИГИЛа и с игилскими, поддерживающая ИГИЛ. А у нее флаг ИГИЛа был? У нее аватарка у меня вообще не освечивалась. Да, подожди. Девушка поддерживает ИГИЛ сама там, еще в начале там, мечтает увидеть, как мне разрезают глотку, прям каждую вену и кровь, капли хочет увидеть, как мне башку режут. Вот с такими игиловским вероубеждением девушка назвала мусульманами, момент, чеченцев, которые воюют за вообще не мусульманскую, а второе, вообще не христианскую, третье, демократическое светское государство. По ИГИЛу, по исламу, да подожди, антитеррор я хочу. По исламу, эти люди не имеют никакого права воевать за Украину. И все, кто критикует вот эти мусульмане, их же очень много критикуют этих чеченцев, которые воюют сейчас за Украину. Очень много чеченцев-мусульман упрекают их там полное, в общем. Но вот эти мусульмане, они вот эти, такие мусульмане, которые не знают свой ислам.
А некоторые делают такую, а некоторые вообще являются агентами. То есть назвала их мусульманами перед тобой, но завтра она с таким же, как она, мусульманином на кухне сядет и начнет обсуждать, эти люди для нее будут муртадами и кафирами, воюющими за тагутское государство. Да. То есть они, чтобы ты понимал, эти люди, они не брезгают лгать, использовать все аргументы. Ханьба. Да не, ну это же люди анти. Это же люди... Борман, подожди на секунду, пожалуйста. Союзничество разрешено в исламе, не ври, собака. Союзничество разрешено? говори. Подожди на секунду. А я что сказал, что в исламе союзничество запрещено? Воевать за тагутское государство и союзничать с тагутским государством, по-твоему, одно и то же? Отдать свою душу, отдать свою жизнь, свою душу не за шариатский ИГИЛ или там шариатский Саудовский Аравия, а за тагутское, за христианское, вообще не христианское даже, а за тагутскую Украину отдать свою душу и союзничать на равных. Это одно и то же, да? В исламе, как я понял, в твоем исламе можно умирать, воюя за тагутское государство. Я правильно понял? Изучай религию, говорил, идиот. Ну, я вопрос задал, я у тебя уроки сейчас беру. Езжай за Палестину. Борман, подожди на секунду. Вопрос был задан. Ответ будет. То, что люди какие-то мусульмане, у меня абсолютно ненависти к мусульманам нет. Я ненавижу саму идеологию, считаю ее фашистской, губительной и так далее, и так далее, и так далее. У меня свои претензии. К самим людям, у меня некоторым мусульманам есть уважение. Мусульманам, которые действительно, истинно верят в свою религию, у меня к ним уважение. Но, благо, я научился отличать лицемеров от настоящих верующих. Настоящие верующие в исламе это в основном, ну да, вот есть такие люди, и у меня есть люди такие, у меня друзья есть мусульмане, у меня родственники есть мусульмане, я каждый день контактирую с мусульманами. Более того, мусульманам я оказываю сейчас, ну, это обычное дело, тут никаких заслуг или достоинств, или героического ничего нету. Больше, чем я прошу у мусульман о помощи, я сам помогаю больше своим вот этим друзьям мусульман. То есть у меня никаких проблем с мусульманами нету. У меня проблема с исламом и с мусульманским, с исламским невежеством о знании своей религии. Тот человек, который знает свою религию, узнал свою религию, и все равно решил, ничего, может там что-то не так, остался верующим, то есть важно заметить момент, к верующим мусульманам у меня нету проблем, нету вопросов. Они верующие. Верующие это означает, я не знаю, что там, что соответствует, не соответствует, сомнения, правда, ложь. Мне это не важно. Я просто верю. Я верю, что есть Бог, что его зовут Аллах. Я верю, что эту книгу послал Он. Я читаю 5 намазов, я верующий. С этими людьми у меня никаких проблем нет. У меня проблемы именно с теми мусульманами, которые говорят, все религии ложь, единственная истинная религия ислам, у нас есть доказательства. То есть тот мусульманин, который называет себя неверующим, то есть человек, который говорит, что есть доказательства, это уже не вера. Мусульманин, который говорит, что есть доказательства ислама, он неверующий мусульманин. Потому что вера... Нет, это не моя точка зрения. Я сейчас тебе рассказываю. Это существующий факт. Знание и вера – это разные вещи. То есть ты знаешь, что там есть Аллах, например, наверху. У тебя есть знание. Но если ты не знаешь, что Он есть там, но ты веришь, что Он там есть,
Это уже вера. Вера не подразумевает под собой доказательную базу. Из-за этого она и есть вера. То есть ты просто доверился, веришь, надеешься. А когда ты говоришь, веру у из-за меня чего? есть... Из-за чего? Слепо имеешь в Подожди виду на веру? секунду. Нет, ну, вера – это уже сама слепота. Потому что вера – это вообще относится к детям. Потому что дети в детстве верят там, в Санта-Клауса, там, еще что-то, там, единорогов и так далее. Когда они растят, уже базу свою знаний накапливают, для них уже знание, к ним приходит знание, и вера уходит. Знание, что Санта-Клауса не существует, либо его существует. То есть в этот момент, если бы Санта-Клаус существовал, и этот ребенок вырос, и он узнал, нашел доказательства существования Санта-Клауса, он в тот момент перестает быть верующим ровно так же, как он, если бы узнал бы, что этого Санта-Клауса не существует. То есть в тот момент, когда приходят знания, вера отпадает полностью. Вера не подразумевает под собой доказательную базу. Не, сейчас С это верующими психология, людьми, философия. Для чего она нужна? Вот сейчас вот ты, я не с стал, ты говоришь, верующими, не перебивай, говоришь ты. подожди на секунду, с верующими людьми у меня нету никаких проблем. У меня проблемы с теми людьми, которые говорят, что у них есть доказательства существования Аллаха и истинности ислама. И бьют грудь и говорят, мы будем отрубать бошки и этому миру навяжем шариат. Вот с этими людьми у меня проблема. Мгм. Ясно, ясно, ясно. А вот подожди-ка, вот сейчас ты очень, вот сколько ты говорил, да? Вот мы отошли от главного вопроса. Ты сказал, что я знаю, как я умру и когда я умру. Ты откуда это знаешь? Нет, я не сказал, я знаю, как я умру и когда умру. Я имел в виду, где меня и как меня похоронят. В смысле. Ну, смотри, вот тут, вот в этой группе, и еще другие, наверное, есть, да, большая ненависть к исламам и оскорбление, и ты говоришь, я к этим мусульманам хорошо отношусь, к этим я плохо отношусь, кто говорит верю, это самое, ты к исламу плохо относишься, к мусульманам плохо, это автоматически одно и то же, ислам и мусульмане. Как ты можешь это разделять? Это абсолютно не одно и то же, поскольку ислам это идеология со своими догмами, писанием и всем этим. А мусульманин это некоторая личность, в его голове нету аята в Коране 24 аята 4 суры. Этого аята у этого мусульманина в голове нету. Он никогда его не читал, он никогда о нем не слышал, он вообще не знает, что такой аят существует. То есть в этом положении, на примере этого я тебе привожу пример. С этим мусульманином у меня проблем нет, потому что в нем нету этого аята. В нем нету аята убивать, где бы он ни находил христиан, иудеев, этого аята в нем нету. А в этом Коране, в этом исламе есть сура 4, аят 24, есть также призывы к убийству, насилию. То есть здесь уже другое дело, это различие. Здесь человек, примазавшийся к арабскому культу и к арабской религии. И есть сама арабская религия. Это разные вещи. Какая арабская религия? Какая? Она с Арабии пошла. Арабская религия нету. Как нету? وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا حُكْمًا عَرَبِيًّا. Ну, и что переводит? И что там Переводится, переводит? мы не спаслали это писание как арабский закон, как арабскую власть. Но это я тебе сейчас, ты перевел, я это сейчас в данный момент я не могу. Ты сам можешь это перевести. Не, это я понял. Сейчас вот мы разговариваем. Вот сейчас смотри, вот ты сказал за себя, да? За себя. Вот тут у вас очень большая ненависть к мусульманам. Очень большая ненависть. А когда мы общаемся, да, к тому я лучше отношусь, к тем я еще лучше отношусь, к тому к этому аяту я плохо отношусь. Хотя сам ты коранист, там уже ты не полностью Коран даже ты принимаешь. Даже Коран ты не полностью принимаешь. Какой вот. коранист? Поэтому... Я не коранист, я язычник, алло. Нет, а ты коранист там, я не знаю, ты говоришь, я Коран признаю, Аллаха признаю, ты вот недавно, ты что ты совсем связь с реальностью потерял. Ты мне задал вопрос, ты говоришь, что ты был коранистом.
Я говорю, Все, что я хорошо. был. Это ты в прошлом имел в виду, да? Хорошо тогда. А вот ты как считаешь вообще, вот твое мнение, лично вот твое мнение, да? Люди ислам ненавидят, мусульман тоже полностью отвергают, а случайно умирают, их родственники хоронят на мусульманском кладбище, которые не позаботились о своем, как сказать, да, уже вечном имеется в виду, чтобы не оказаться среди тех, которые сегодня полностью. А как ты говоришь, а какая разница, мусорку бросят, туда бросят, сюда бросят. Это как ты, когда каждые вещи здесь по полочкам ложишь, да, а тут без разницы получилось. А это вообще непонятно, вообще не вписывается никуда. Вот твоей логике, лично вот твоей логике. Вот это можешь ты сказать? Это что такое? Я вообще не понимаю, о чем ты. Ну ты сказал, когда умрешь, какая разница, что с тобой будет? Мусорку кинут или в канаву кинут? Вот это твои слова. Типа, нет разницы, ты говоришь. Ты дальше не слушал, что я сказал? Дальше я слушал тебя, ты сказал, я знаю, как, я позабочусь. Похороны человека не для умершего. Похороны проводят для оставшихся в живых. Понимаешь, этот весь ритуал нужен оставшимся живым. Умершему плевать, похоронишь ты, он все, его нету. Понимаешь, ему... Он уже это дело ему не принадлежит. Похоронишь ты, что бы ты ни сделал, оно сгниет и исчезнет, как бы ты его ни похоронил. Подождешь на секунду, закончу. А этот человек, он уже в другом мире. Там, если бы это от этого зависело бы, то что было бы с людьми, которые там заворачивают свиные шкуры, там хоронят специально мусульман, чтобы не попали в рай и так далее. То есть это никакого отношения, это просто фантазии оставшихся в живых. Тот чувак уже, он в другом мире. Это тело уже у него нету, оно ему не принадлежит. То есть имелось в этом смысле. Ну вот тут уже хитрый момент наступает. Тут уже вам открыться полностью не получается. Как вы открываете ислам с разных сторон, да, и правильных, и неправильных сторон, как вы его открываете, да, вот себя вы уже не открываете. Вы уже без разницы вот так вот раз и отреклись от этого момента, да. От этого момента... Подожди на секунду. Что именно тебе показать? Какой орган тебе показать именно? В смысле, какой орган? Ну, ты же хочешь, типа, ты себя не показываешь. Что ты хочешь увидеть? Я в самом начале разговора я тебе сказал, ты, и который вот следует вот этой вот идеологии. Без разницы, кто логике, перед кем я должен открыться, что должен я, не знаю, на Эйфелевую башню встать и сказать: «О, мир, я теперь не мусульманин». Кому это волнует? Не об этом. Нет, не об этом. Тут идет такой момент. Я имею в виду, да, вот ваше вот это вот то, что вы не открываете себя полностью, да, конец-то, получается, вы среди мусульман будете похоронены. Это вас вообще не волнует, как я понял, да? Ну, может, ты, наверное, не знаешь цель группы, чтобы мусульман вообще среди чеченском обществе не оставалось мусульман. И чтобы нас, как ты говоришь, похоронили не в мусульманском кладбище. Чтобы ислама как можно меньше было. То есть меня не волнует, где меня похоронят. Опять же, какая разница, меня среди мусульман похоронят, среди христиан выбросят на мусорку. Мне абсолютно плевать, мое тело сгниет и испарится. Без разницы, что с ним делают. Я понял. Ты это за себя ответил. Я понял, как ты если обсудите. Может, мнения разные. Поговорите там, может быть, разные мнения будут. Поговорите, я отойду. Да, так как ты о всех сказал, не только про антитеррора, я тут свои 5 копеек ставлю. Ты не подумал, что именно скрывание своего лица это как раз-таки в вас проблема, а не в нас? Ты не подумал, что есть люди среди вас? Нет, да, ты не понял меня. Ты не понял. Есть люди, дай которые сказать. Говорят, что отрубят голову. Понимаешь? Да я не об этом говорю. Слушай,
Сон нохчумотха, дик сахасо, Просто Дагестане слушал. нохчумат, Не, давай объясни. по-русски. Здесь же русских Дагестане много. слово. Понятно, все, давай. Да. Халадохам, смотри сюда. Внимательно послушай. Кто кого убил, не убил. Вопрос вот такой. Я сказал о раскрытии. Почему? Если ты полностью это не отверг и не ушел, да, вот как тебе живется среди мусульман? Вот это мне интересно. Ненавидеть мусульман, иметь родственников, там, кто-то там в семье с сыном идет, кто-то там с зятем кому-то идет, да? Хорошо, я понял, я отвечу на вопрос. Ненавидеть мусульман, да? И как вам живется среди мусульман, да? Мухаджир, Почему вот... покажи лицо. Ответить на твой вопрос, Мухаджир? Отвечай. Да. Закончил. Во-первых, не идет речи о ненависти к мусульманам как к людям, понимаешь? То есть есть некое желание, чтобы они поняли. То есть мы же не говорим убивать мусульман. Никто не говорит убивать мусульман. Никто не говорит, что мусульмане там, я не знаю, собаки или что-то такое. У меня среди друзей только один ингуш, который вышел из ислама. Кстати, забавно, его зовут Ислам. И вот единственный один ингуш только, который вышел из ислама. Все остальные мусульмане, причем такие мусульмане, которые готовы будут отрубить, допустим, голову тем, кто вышел из ислама. Вот такие у меня друзья на острове, или как их еще назвать. У меня к ним нет ненависти. У меня, да, есть, я иногда прифигеваю от того, что они говорят, но ненависти нету к ним. У меня семья мусульмане, с этим нет проблем вообще. То есть, понятное дело, открыться всему миру здесь никто не собирается. И опять же, это у вас проблемы. Вы не воспримете это здорово. Вы не воспримете это. Понимаешь? Если когда пойдет этап того, что вы сможете нормально принимать людей, которые выходят из какой-то идеологии, заходят в другую или не заходят ни в какую. Ты меня не понял, я тебя уже долго... Да, я тебе сейчас скажу другую вещь. Давай. Вы не поняли мой. Я говорю, вот если я сегодня ненавижу или же отвергаю этот ислам, да, я бы среди мусульман не остался. Я бы полностью ушел оттуда. С семьей, без семьи, как у меня... Если я не семейный, я бы сказал в другом месте. Не, послушай, подожди. Ты путаешь понятие, вот ты сейчас соединил ненависть к идеологии, к исламу как таковому, и к людям, которые ее исповедуют. Во-первых, если ты не веришь в ислам и считаешь, что ислам это обман, то эти люди, они автоматически в твоих глазах жертвы обмана. То есть ты нас обвиняешь в том, что мы ненавидим жертв обмана. Нет, никто тут не ненавидит. Не, такой разговор. Это уже не разговор. Подожди, ты на нас, потому что твоя позиция очень слабая, ты на нас накидываешь вот это ненависть к мусульманам, раз 5 ты уже повторил. Сам подумай, вот есть какие-то люди, например, какой-то народ ты видишь, они верят в какую-то книгу, я не знаю, какую-то религию у них, и ты знаешь, что это религия ложь, ты в это не веришь, ты этих людей рассматриваешь как жертву манипуляции, обмана. Так ты что, их ненавидишь, что ли? Так нет, вы же вышли из ислама, ты говоришь, что я 5 раз ярлык накинул, да? Кто здесь был? Мусульмане, в первую очередь чеченцы, да? Ты их спроси, они тебе то же самое скажут, то, что я сказал. Это во-первых. Подожди. Ты на нас накинул, что мы... И раз мы не любим там ислам как идеологию, то мы автоматически жертв этой идеологии ни с того ни с сего ненавидим. Потому что вот в этом чате полно людей, которые вышли в исламе. То есть мы их раньше ненавидели, что ли? Или... Абсолютно нет. Здесь отношение к ним как у доктора по мозгам. Так не, смотри, вот тут ты говоришь, что мы к идеологии относимся плохо, к мусульманам. Давай закончим еще. Видишь, никто не может говорить. В Европе живет огромное количество мусульман. То есть, руководствуясь твоей логики, они ненавидят кафиров, но почему-то среди них живут. Ты не задаешься вопросом, а что вы тут, я не знаю, 100 миллионов или 50 Это миллионов другой вообще. Ты уже не туда пошел. Это уже разговор вообще не. Это уже не разговор. Куда ты сейчас пошел? Они делают свой намаз. Они умирают на своем кладбище. Какая большая разница? Какая разница?
Как какая разница? живут Большая среди разница. которые, как ты говоришь, идеология говорит, ненавидь их. Как это? Так мы же за вашу группу здесь. Да Сейчас не ори ты. ты уходишь. Не-не-не, не лезьте в разговор, не лезьте в разговор. Кто-то Которые один. ненавидят Кто-то. кафиров, ненавидят, но живут на их деньги. И которые налоги Вы получают даже сейчас уже начали по 5 человек выходить. Раз Можете? я вышел там из ислама, то Так я потому должен... что ты орешь. Соболь, по твоей логике, раз я вышел из ислама, то я должен автоматически свою бабушку, которая делает намаз, ненавидеть. Ну, ты с логикой вообще дружишь. Это же Я дружу, я у вас хотел узнать, вы дружите или нет. Скажи, Вот это кто я, вот такие поэтому мусульмане я тогда? начал Они разговор. жертвы обмана или не жертвы обмана? Кто жертва обмана, кто не жертва обмана. Это что за запутанный разговор? Они не жертвы Да? обмана. Подожди, а коммунисты, они жертвы обмана коммунистической идеологии? Домовой ищи? Они жертвы обмана коммунистической идеологии или нет? И жертвы, они и кафиры. Что тебе еще ответить? И кафир, я тебе говорю, есть идеология, например, коммунизм, в Северной Корее она есть, например, ленинизм, сталинизм. Вот эти люди, которые там голодают, там и прыгают, короче, и плачут, когда этот вождь их не выходит. Они жертвы обмана идеологии, или мы должны их с этой идеологией слить и ненавидеть, короче. Вы поганые корейцы, может, вы такие из рождения. Да это ладно. А вот то, чем вы здесь занимаетесь на это самое? Вы здесь даже своими Помогаем чеченцами жертвам очень обмана. оскорбительно разговариваете. Мы помогаем жертвам обмана. Мы лечим там. Кому? Кому Занимаемся обман лечением помогаете? нормальным. Тесла, Ясно. Ну, смотрите, во внимание все равно стоит то, что я сказал, во внимание взять. На глубине души вы очень хорошо знаете, я о чем говорю. Очень хорошо. А крутить можно Европу, Северную Корею, куда хочешь можно идти. Вот так, география большая планеты. Мы тебя услышали, молодец. Хорошо, мы твое мнение записали. Все. Слушай, Мухадир, я отвечу на твой вопрос и на подобные. К примеру, мне ислам говорит, что я должен ставить какого-то араба вперед своего отца. Отца, который меня учит жить правильно, жить вообще по всем адатам, по всем правилам жизни в Кавказе. Ислам мне говорит, что на маму жениться нельзя. Я эти вещи не понимаю. Почему он это мне говорит? Потому что это даже слышать мне дико. Ислам мне говорит, что на девочку маленькую жениться можно. Ислам мне говорит, что жена моего сына, пускай не родного, или брата, она мне дозволена. Ислам мне говорит много чего, что мне не дозволено даже слушать противно. Я на Кавказе своими адатами, которые по отцовству мне передается, если я это по отцовству, что передается, если я это чту и храню, ислам мне говорит, что я должен... Это Мухаммад как-то сказал, мне даже язык не повернется это сказать. Такие вещи мне говорит ислам. Вот такой ислам, и откуда он идет, если он с этого Корана, как там написано, идет. Я этот ислам принимать не могу, потому что это позор мне, вести себя таким образом. Я могу жить по своим кавказским адатам, по своим национальным нохчи, который называется честь, кодекс. Поэтому я кодексу и адатам имею право жить на Кавказе. Сам Кавказ, сам горы, сам климат создает это все у нас на Кавказе. А песчаные, бедуинские правила сюда мы никак не можем на себя навязать. А кто это по своей какой-то глупости или по своей какой-то, не знаю, трудностях какой-то навязывает на себя,
Я не могу этого человека ненавидеть. Я должен просто разбудить его, дать ему открыть глаза на эту жизнь, что он ошибается. Вот чем занимаемся здесь. Кто не знает Коран, здесь учат, объясняют Коран. Нигде ни один мулла, ни один имам, никто не объясняет человеку Коран, что там в Коране написано. Вот в этом чате единственное, где я знаю, сколько я их прошел, объясняют и все просто досконально объясняют, что такое Коран. Что ты хочешь? Я не понимаю, ты кто? Ты дагестанец. Ну, в Дагестане, да, там разрешено жениться на двоюродной сестре и так далее, прочее. К вам это не относится. Это личное. Булат, он убежал. Антитеррор. Вот этот текст Булата можно было бы вырезать, отдельно ставить. Да нет его уже, все. Nokçum atmadık Хари, ты там берешь? Güç var конкретно. Вообще, он не соничал дико бич. Сахашин бак, яхчы. Son Sonra dikkat sonra. izleşti. Он да и соцсети söyle бэлч. Да, и هم yılmadı. Они же Вежри, представьте, YouTube hadaş, что будешь? Вежри, представьте свой мухаджир на Ост-Вахте. Я с ним где-то 4 месяца общаюсь в разных там исламских группах. Дел, бёх. Шейн даже дош ногчи мота. Я 4 месяца с ним общаюсь. Тебя ложу, когда только что от него слышал. Вообще Тесла ЛС, чекни ЛС. Аллилуйя. Тоже мне. Это шпионы среди нас. Понимаете? Есть нормальные сюли, а это шпионы. Сюлиш, я нормально, есть нормальные парни, Никогда таких тварей я ненавижу, которые еще скрывают. Если бы он сказал, что Сюли ужин, то проблема. А свой акцент я сразу заметил, Ламанхо, я сразу же его акцент заметил. Я поэтому хотел сказать, но я вам потом что-то сказал, я удивился, если честно. Тут, кстати, опять эта мусульманка, чеченка, она опять там просилась в эфир где-то ливно. Не надо, пожалуйста, оставь ее. Вот Ламанхо, с женщинами, чтобы женщины оскорбляли, это не принято у нас. А эта женщина не умеет я себя по тебе заметил. Ламанхо, только ты ее оскорблял. А видели бы, что она мне прислала? Шухердер, духал игилов, ты ж урсхак ждал, я скинул тут некоторые. Ну, кертен дикятство, значит, просто кертен дикятство. Голову отрезает человеку, она мне это скидывает, представляете? Человеку голову отрезает, вот что с вами будет, Эл. Как с ней еще общаться вы собираетесь, я не пойму. Тесла насчет кадыровцев, так что... Это просто шиеца, видимо, видимо, дома в России где-то. Тесла, мен. Тесла, ты высказался, чекни ЛС насчет кадыровцев сейчас. А? У вас тут сидят кадыровцы сейчас в чате, которые слушают, как слушатели. Они мне ЛС уже завалили. Они с первых дней здесь. Они думали, что я СРФ, понял, что суть. Они думали, что я СРФ, в этом суть. Это 3 человека уже поливали, там, я одного не вижу в чате. Ну, я уверен, что другие остаются. Тесла я тебе написал там, но это уже не важно. Я не видел еще. Да уже не важно, они ливнули уже. Да-да, какие еще рассуждения, кто хочет еще? Антитеррор, вопрос тебе, Тесла, я тебя очень прошу, вот эту, вообще забань ее, чтобы она вообще не могла заходить. Да пусть заходит, зачем? Таких людей лечить, да как я, доктор, могу забанить пациента? Не. Зачем? Ламанхо, понимаешь, зачем? вы дастам дох и что не ломнешь.
Зачем ее банить? Ну, весело. Подожди ты, пожалуйста, не вмешивайся, я с Стефа разговариваю. Не надо их лечить, это лечить бесполезно. Как ты собираешься ментовку лечить или с ментовки это? Она свою работу делает. Но сдох, сдох. С кем поведешься, того и наберешься. Нельзя так. Она так себе разговаривает. Уважение имейте к себе. Tesla atlamon homo boxovo отстарез ёхчуяит ешдацони. И Друг я попаду в четку, и там она передаст мне парабеллум, и я сбегу оттуда. Тесла, блажен, кто верит. Подожди, тут Закир Наик зашел, исламский проповедник. Известный. Это наш Закир, это не это ваш. Это халява. Бюстер Хоуша. Послушайте. Машвойл, Закир, Машвойл. Да, послушайте, и вопрос Мухаджира вы так и не поняли, да? Я как понял. Я тоже так и не понял, меня слышно? Давай я расскажу, что он спрашивал, как я понял. Он имеет в виду, как вы собираетесь, вы вышедшие из ислама, жить среди своих родственников, мусульман, среди своего общества. То есть, если, допустим, похороны на соседней улице или у какого-то родственника, ты с братом садишься в машину, едешь на похороны, и там надо тебе делать дуа, патиха, бисмилля, там все это, да, вот эти процедуры исламские. Рядовой, я это озвучил, но он сказал, что он не это имеет в виду. Нет, ты не озвучил, я слушал, вы по-другому начали. Я сказал, что он имел в виду, как мы живем с этой ненавистью среди родственников мусульман. Не. Как ты, он не умел сформулировать. Он спрашивает, как ты собираешься, будучи не мусульманином, среди своих родственников ездить на похороны, на свадьбы, соблюдать исламские ритуалы. Закир, я же вот ему ответил, если не прямо, но ответил, что мы докторы, а доктор должен пациенту подыгрывать, понимаешь, по мозгам. Доктор Ватс, он должен подыгрывать, чтобы полностью лечение было. Проблема, он какую-то моральную проблему придумал. То есть надо временно лицемерить. На пустом месте. Тесла, тут даже лоботомия не поможет. Какой там подыгрывает? Тут от психиатрии давно ушли уже. Тут даже лоботомия уже не поможет. Людей, которые недавно были этими радикалами, поэтому нельзя никогда не говорить, никогда за какой-то бахам шлило молитвой. Они всем печатают. Действительно, он тезит ванавани, он исламчур, бунчур, эльвелла. А цыга худирду, а до дюшарду, худирду, дирдаться, вообще будешь отказ идти полный, или что ты будешь делать? Да, дирду. Знаешь почему, Закир? Вот этот вопрос он не задает. Объясняю. Не потому что это волшебное свойство. Потому что я знаю, что там 99% тоже с тем же самым занимаются. То есть Супермен, семейка Супермена Борса, киночи, Элегдари, когда вокруг все лицемеры, то никто не лицемер. Вот и сенна ручевой яц поступить тирдук, или он хочет, чтобы мы там против ветра плевали, телами забрасывали, пулеметы. Вот что от нас хочет, мы как бы заложники этой системы. Сейчас ответили на вопрос, который он хотел задать. Можно, какую моральную проблему он там нашел? Хаймата иштала мекшмадуя, ночимата, к примеру, дикник дигар, к примеру, делик. Да, что это арбум, да, углубляться, да, это трагедизировать, это обычные вещи. Вот как бы Абдулатипов Мекшдат, переводче, Мекшдат. Перекрестил. Там интересно, удухаешь он. Хочу энчо, мас хумнаглят, хватер, Китай юдтер, аш худирду, тезиета, сатезиета, стэнца вэвен, садиндислу, штырца ококчу, иду дохком.
там қатты шабадешин чдвоек чадек осму Европа ашнаду. И что ашна случай у вас был, вас там приглашали на какие-то похороны, там европейцы были вы когда-нибудь на похоронах у немцев, не знаю, у французов? Я был, например, вот Сухилах, 2 раза я был, когда у них они прощаются со своим умершим, у них стоит гроб, и каждый подходит к этому гробу и как бы молча прощается с ним. Да? И я также поступил. Какой гроб? Ты о чем то? Не, вообще албаец, но это у них посередине, да, да, я знаю про это. У них вот такой обычай, вот такой, да, этикет. Так, я был среди этих приглашенных, я же не подойду к этому и не буду дахутер молодец. Надо было. Я тоже стал рядом. То есть то же самое и у нас. Для меня это никакой проблемы нету. Осуждать не будем, тоже бывает. Не, я осуждаю. Знаешь, как они тебе на это ответят? Какой аргумент они тебе приведут из-за этого? А когда ты в церковь пойдешь, ты там креститься будешь, они найдут, что сказать. Ой, Валла, до таких людей достучаться, Тесла с Ботом, сложно, да, сложно объяснять. И так Чувен, так он из своего мира пришел. Ну, это понятно, но мы... Тесла, я понимаю. Символ шуишбостар, отвергать креща, евангелиш, адвентиш, шорт протестантский шушин, на протечение шушин, которые не крестятся. Вы сам сразу все иракское православие, Протестанты крестятся, брат. Не, освободил. Вы меня не конца поняли, смотрите. Я был не у христиан, кстати. Этот умерший, они потом его сожгли. Видишь, я даже не в церкви был. Мне одному кадыровцы пишут, тут мне интересно. Мне одному не пишут. Да, тебе одному пишут. Никому больше тут не пишут, тут серьезно. Вот это 4 сообщения. Кадыровцы избрали. Ну вот тебе пишут, Борман. Да пишут, типа, с какого города, мы знаем, что... Они хотят узнать, ты убивал кого-нибудь. Так понял, в чем прикол? Они пишут, мы знаем, что... Приближается конец Путина. Они пишут, мы знаем, что ты с России. Я с города Днепр, с Украины, типа, ну. Самое интересное. Они Днепр уже Россией считают. Не, они думают, что я где-то с России. Они думают, вот один пишет, что с Краснодара вообще. Ну пусть в чат зайдут, пусть поговорят. Они банят! Я им отвечаю, они банят сразу. Они в бан меня кидают сразу. Я им ответил, двоим ответил, в бан закинул. Интересно. Да они сидят в чате. Вы думаете, вот среди вот товарищей, которые вот ниже, вы думаете, они... Нет среди них кадыров? Есть. Борман, бросай их обсуждать. Это интересно. У меня в личке 100 человек заблокировано. 100 человек за все время. Это такой больше. Да подожди, антитеррор зашел. Adam dadulçena şen geçler diyor şuatır velcun geçler diyor. Davalları diyor pagarını satir etnçala da kan zahilci tak razniz moy niz головой verci ve ta davalın metigoç bag halk вообще hayır suma doç duku moment yolun der вопрос qaldelirsa tak amin doş miçerdala xala arsun tun cevap duysanга. Ja, dabūspēl, nāhoja māla, vilčun gādācis. Tēzietā, viltak bāņādieši tāds. Bisan būs, un gergana nāk, kibek, bisan glēram, sabalēznovni, kibek kadam bieši. От bisančēn duji, от vilčun ha užēcīgā huma dāpūt. Bail Да, именно. Амина, амон ра цехади алдук. Amen, жиктиш, amen, динацунайо.
فقر خريستيانش أمين دي نتسنيو أربعش حقيقة شو يتطور شو تأمين أولداع وبشي ميشار ديال يهودو وبشي تانخوش بوصل نان وبشي آمين ميشار ديالي يهوبوك دو خاطهاش وبشي Хаймер, ты тут что ответил? Коране, хадисе объяснять тебе, да, значение этого слова, да? وبشي С точки تانا зрения ميت ислама. وبشي Можно я Смотрели, Адам, Подожди, рядовой. секунду. Ицана антитура, Подожди, ну рядовой же. Военнен, мечат, дабёхкан фуш, сага уйвы. إيش حاول أرداخ لا عبيوك наш. У нас нету даже могил прямых родных дедов, бабушек. Редко у кого есть, которые помоложе будут. Но уже до 44-го года عبيوك кончает. Екаши да, емича عبيوكом будет. Хан вай меча عبيوك кача. إيش تقيويتها вайт ахишна хурдат. Что это антитеррор, что они соус, это нужно тем, кто остается ради того, чтобы принять соболезнования. Кицахума дождал, да аж Украине дал, что посмотришь, что там творится. Вот так, переколошмачено все. Ты хагуш дух еще дых и ахкш. И вайбаш бушон цик ишь с обоих сторон. Я ишь лабёркан, деган, и дых на куски разорваны. Я карабир батшон, могут кого угодно похоронить. Так что небольшая проблема. Проблема жить, а не умереть. И амин хлят танам хелсман и الله دل قدا قاش бош бол ملك تيو бош هذا يعني позишн ثاني. Это, скорее всего, чеченские народные инсинуации позднего времени. Если это из ислама, то оно должно быть где-то в хадисах, где-то в Сирии, где-то в Коране, что ничего там нету, просто джуктишигер напрямую хаят. Там полно таких джуктишигер, а джукти уже у египтян украли. Так царя, яцана даже захушли, что цигар, которые просто попали к ним. Если это ангелы Циэля, худа улштуй. В чем смысл? Кстати, джукти тоже неправильно переводят его. Какое-то новое что-то придумали, и амин. Точно так же джукти пытались его тоже объяснить и присвоили, да будет так Бог. А на самом деле да будет так, да, и египетский, вот он цей просто, фараон. Амон Ра, вы Бог, солнце, по-моему. Да, Амон. Амон Ра, Бог солнца это был. К нему обращается ритуал, это древнее очень, там, не знаю, это минимум 3-4 тысячи лет назад. До нашей эры. Ну, скажем, 1500-2000 нашей эры. Ну, 1000 или 1500 нашей. Ладно, согласен. Представь, даже они арабами стали. Да, древнейшая цивилизация, копты, Таган, они на грани исчезновения. Бог там 100 тысяч, по-моему, только их осталось. И то из-за того, что они христиане были. Коптская, самая древняя церковь у них. Из-за того, что они были христианами, вот эти 100 тысяч остались, а остальные все арабы стали. Дохом душем, это катастрофа. Ламан ход Египте дохуих один он дальше акар и церковь шулиалши уршьячи цан, короче, их выдавливали. Ислам не уживчивый дильмадуй, она пытается всех либо исламизировать, либо выдавить. То есть потому что разница какая? Указания как они убежали, или ассимилировались, или их убили? Разница моя, нету этих людей уже. Не, я не утверждаю, что это разница. Я разницу собас, просто что اتجاه إداتي что прилегищен, он ненавидите есть, а дати اتجاه ويات христианство сан царство хилмегер ишан сердцем.
А так там прямые указания, и иш бьюхом, шигош бейтлах, ака и дилах, и вож дила бош. Обычный рядовой человек, не зная этого, живет по своим понятиям, понятия справедливости, родительский чилам. А когда этот волцун, он уже становится реальным последователем, то уже теперь хумхалюш, иштадиес бош, и ахлюсунна, бенгулой, вот так уже проблема начинается, потому что они буквально добираются до этого, до ядра этой идеологии, которая предназначена ненавидеть христиан, чтобы отбирать у них землю ради халифата, то есть омби, военной пропаганды в своем этом ядре. Это придуманная военная пропаганда для демонизации противника и накачки толпы ненависти к врагу. Ну и немного для мирной обратился к жизни нашим добавили еще. топящим за Ахлюсуна халити, Арбоем халити Бошчак обращаться до вас. А же вот это коптская цивилизация была чисто египтян. Ишбатшон там 90 миллионов населения, и все арабы. Дальше Тунис, Ливия – это бывшая сильнейшая цивилизация, которая противостояла величайшей империи Риму. Карфаген, это были карфагеняне. Третье. Сирия, Ирак – это арамейцы. Пол Ирака были арамейцы, Сирия и пол Ирака. Царах Арбой Халашон. Мы в 2 счета растворимся. Соус Адол, не тяните наш народ в катастрофу. Вы отцу Кегидол. Нас вообще через 10-20 лет мы исчезнем. Соус Адол, мы аиздивы кам. Шашнох чедаля. Цунтахардул, шаламыз деш махал хобыш. Лырт нахсан ад Ит и ахлюсуна эцу гаск шуила нишунес. Продвигать я шишун, душун вкладывать, чтобы оболванить вас и исчез чеченский народ. Это месть нам за первую проигранную русскими войну. Тажим метту и лыж дела поихмордаш. О, дик нах даршо. Метта дуля. Ки тышек дадичо. Шо халык дагаш, вакам халык дагаш. Билр гаскы бы. У них месть за все нам. И вы первые на острие копья стоите, вы молодежь. Вас народ не простит никогда, рано или поздно. Соус адол, совялушун, варков. Kaçın bol şeyhan bu bestin keter bu vaytan alsam kahta ve voşak tanşar çabin bol dokun dina dagados dokun dina ço rezus deriz bol ben beçana o şeyhan de da neloçna evdo ve et değişti samdol değişti وين شويش دول هم هودو بيلقل دل потом تعوي موبا بيشبو ويتاليس تعوي موكشو وخلچا يوي او موكشو يتس دل موكشو دل قيتم بويل دل سام دوليلو دل مرزون تعوش دل ديريز خلوك شميلوش